Добрый день, мы начинаем. Мы рады приветствовать всех вас на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Финансовая система Российской Федерации в условиях развития цифровой экономики. Правовые и экономические аспекты». Данная конференция проводится совместно двумя университетами, а именно Институтом права Башкирского государственного университета, Башкирским государственным аграрным университетом, а также при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России и с участием представителей Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан. Меня зовут Алимгафарова Алина. Я являюсь ассистентом кафедры гражданского права Института права Башкирского государственного университета, и сегодня я буду модератором конференции. Ну и на правах модератора, не отнимая времени, хотелось бы передать слово для приветствия Вахитову Марату Мусаевичу, государственному советнику Российской Федерации 2 класса, руководителю Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Башкортостан. Марат Мусаевич, пожалуйста, вам слово. Дорогие друзья, в этот прекрасный осенний день хочется поприветствовать всех участников нашей конференции и сказать, что в настоящее время мы все, каждый из нас, исследуем экономику, финансовую систему нашей страны, некоторые налоговую систему. И именно это происходит в условиях развития цифровой экономики, цифровизации. Конференция, всем нам понятно, что это прекрасная возможность для того, чтобы поделиться накопленным опытом, проблемами, также попробовать расставить приоритеты в решении этих самых проблем. И я думаю, что это самое важное. Мы занимаемся цифровой экономикой не с какой-то определенной, там, установленной кем-то даты. Мы занимаемся ей уже давно. С момента, наверное, появления первых специализированных программных приложений, ну, с развитием IT-технологий в целом, можно сказать, и даже с развитием офисных продуктов, это можно смело называть уже переходом в цифру. Вот. И надо отметить, что это не какой-то искусственно придуманный процесс, там, отдельная какая-то отрасль нашей деятельности. Это естественный, я думаю, природный процесс. И цель-то наша очень простая. Мы все, наверное, хотим избавиться от рутинной работы. Вот в чем смысл цифры и цифровой экономики. И сегодня мы гораздо больше уже по наработанному опыту могу сказать, что испытываем проблемы в правовом аспекте, правового регулирования этих вопросов цифровизации. И поэтому можно уверенно сказать, что этап, когда мы говорили, вот, внедряются цифровые технологии, там количество участников растет, среда развивается, техническое наше вооружение, он уже в большой степени уже позади, и мы находимся в нем сегодня уже как в естественной среде. Поэтому именно, еще раз повторю, мы испытываем большую проблему в том, чтобы нормативное регулирование, правовые аспекты поспевали за всеми этими процессами. Поэтому хочу пожелать сегодня всем участникам интересных докладов, взаимопонимания и в целом приятного общения. Спасибо вам за внимание и успешной работы. Марат Мусаевич, спасибо большое. Да, я хотела бы передать слово для приветствия директору Института права Башкирского государственного университета, председателю Башкортостанского регионального отделения Ассоциации юристов России, кандидату юридических наук и доценту Зайнуллину Руслану Ильдаровичу. Большое спасибо. Всем добрый день, уважаемые участники сегодняшнего нашего научного мероприятия. Позвольте прежде всего всех вас поприветствовать от лица ректората Башкирского государственного университета, от лица дирекции Института права, от лица Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России. Действительно, на сегодняшний день вопросы цифровизации и в экономике, и вопросы цифровизации в праве являются наиболее актуальными. Поэтому тематика сегодняшнего мероприятия, она не вызывает вообще вопросов, особенно ее актуальность. Уверен, что сегодняшнее мероприятие, сегодняшняя конференция у нас пройдет очень плодотворно. Каждый из нас, скажем так, для себя определит какие-то важные моменты. И чтобы не занимать, конечно, много времени и уже начать обсуждение важных правовых вопросов и экономических, я хотел бы пожелать всем удачи, успехов, терпения и новых достижений. Большое спасибо за предоставленное слово. Давайте начнем уже работу. Спасибо. Спасибо, Руслан Ильдарович.
Далее слово хотелось бы передать заведующему кафедрой финансово-экологического права Института права Башкирского государственного университета, доктору юридических наук, профессору Саттаровой Нурие Ивановне. Спасибо. Уважаемые гости, уважаемые участники конференции, друзья, от имени организаторов приветствую собравшихся на конференции, посвященной правовым и экономическим аспектам функционирования финансовой системы в условиях развития цифровой экономики. И, конечно же, благодарю вас за то, что вы сегодня здесь вместе с нами. Искренне надеюсь, что опыт использования возможностей интернет-ресурсов будет полезен всем участникам конференции в процессе их научно-исследовательской работы. В ходе работы конференции будут обсуждаться широкий круг проблем, посвященных правовому регулированию, формированию исполнения бюджетов, бюджетной системы, юридической регламентации финансового контроля в формате цифровизации, правового обеспечения финансовой устойчивости Российской Федерации в условиях развития цифровой экономики, а также проблем развития маркетинга и менеджмента в условиях цифровой трансформации финансово-экономической системы Российской Федерации. В современных условиях развития отечественной экономики, в условиях реформирования отечественной школы высшего образования в направлении усиления ее научного потенциала, обсуждение актуальных прикладных и теоретических проблем цифровизации финансовой системы, бюджетной деятельности, налогообложения является существенным вкладом не только в развитие прикладных научных исследований, но и в правоприменительной деятельности. Я напомню, что в соучредителях этой конференции заявлено Управление Федеральной налоговой службы Республики Башкортостан, Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России. Позвольте зачитать приветствие заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Российской Федерации, кандидата юридических наук, нашего выпускника Четмышева Константина Николаевича. Приветствую участников Всероссийской научно-практической конференции «Финансовая система Российской Федерации в условиях развития цифровой экономики. Правовые и экономические аспекты». Тематика вашего мероприятия имеет особую актуальность с учетом задач по развитию цифровой экономики, поставленных президентом и правительством нашей страны. Внедрение цифровизации финансовых правоотношений позволяет оперативно, адресно и результативно решать задачи по консолидации и распределению финансовых ресурсов. Опыт таких решений в условиях противодействия негативным явлениям в экономике в период снижения потребительской и деловой активности в этом году показал важность, а в ряде случаев и безальтернативность технологизации правовых и экономических процедур, сокращающей транзакционные издержки и повышающей возможности бесконтактного взаимодействия субъектов права. Желаю успехов в обсуждении наиболее актуальных вопросов этой повестки. Принимая во внимание высокий уровень мероприятия, а также качество образовательного процесса и практической деятельности, достигнутого организаторами конференции, уверен, что результаты вашего обсуждения будут востребованы как в научных кругах, так и в правоприменении. Чекмышев Константин Николаевич. Уважаемые присутствующие, от своего имени я желаю организаторам и всем участникам конференции плодотворной работы и эффективного взаимодействия. Спасибо. Спасибо, Нурия Ивановна. И заключительное приветственное слово хотелось бы передать заведующему кафедрой экономики и менеджмента экономического факультета Башкирского государственного аграрного университета, кандидату экономических наук, доценту Залиловой Зарие Альфировне. Добрый день, уважаемые участники конференции. Разрешите поприветствовать вас от имени руководства Башкирского государственного аграрного университета, от имени руководства экономического факультета и от нашей кафедры на данной конференции. Современное общество переживает свой этап определенный в развитии, связанный с глубокой цифровизацией всего происходящего. И агропромышленный комплекс не остается в стороне от данного процесса. Оцифрованию на сегодняшний день подлежит все. И земли подлежат оцифрованию, и скот, и инвентарь, и оборудование, и даже то, что, казалось бы, оцифровать будет невозможно. Хотелось бы также отметить, что в данный момент времени идет активная поддержка агропромышленного комплекса и всех сельхозтоваропроизводителей со стороны крупных игроков рынка.
Так, наш стратегический партнер, акционерное общество Россельхозбанк, презентовал уникальную цифровую экосистему для сбыта и продвижения фермерской продукции «Свое фермерство». Это первая, пока единственная полноценная платформа фермерских товаров федерального масштаба, которая своими сервисами покроет всю территорию нашей страны. В рамках данной экосистемы предприниматели могут закупать семена, удобрения, корма, получать различные консультации в онлайн-режиме 24/7, то есть в любой момент, когда им это потребуется. И все это осуществимо через мобильные приложения Россельхозбанка, которые позволяют любому фермеру, любому фермерскому хозяйству создать собственный магазин фермерской продукции, не выходя из дома. После этого появляется возможность реализовывать товары напрямую покупателям без посредников и дополнительных наценок. Такая помощь фермерству и АПК в целом поможет в формировании положительных финансовых результатов и их росту в перспективе, а также в росте численности сельскохозяйственных товаропроизводителей, что на сегодняшний день является одной из ведущих задач, стоящих перед государством в целом. Поэтому со своей хочу отметить актуальность и своевременность данной конференции, пожелать всем участникам плодотворной совместной работы и получения ответов на поставленные вызовы в период коронавирусной инфекции и пандемии в нашем государстве, из-за которого мы собрались в данной аудитории только докладчиками. Многие докладчики у нас подключаются в онлайн-режиме, и все наши заявленные участники конференции участвуют в онлайн-формате. И давайте начнем конференцию. Всем удачи! Дарья Алексеевна, спасибо за такое замечательно приветственное слово. Ну и теперь, наверное, мы непосредственно перейдем к долгожданному выступлению по непосредственной тематике нашей конференции. Выступающим хотелось бы напомнить, что регламент нашего выступления каждого – это 10 минут. А нашим участникам, нашим слушателям мы бы хотели напомнить, что у вас есть возможность задавать вопросы докладчику путем написания данного вопроса в чате. Все вопросы тщательно отслеживаются модератором и непосредственно самими выступающими. Мы за живую дискуссию, поэтому будем рады всем вопросам, рады вашей активности. Ну и сейчас передаем слово нашему первому докладчику, доктору юридических наук, доценту, профессору кафедры социально-гуманитарных и финансово-правовых дисциплин Воронежского института ФСИН России, главному редактору журнала юридических исследований «Город Москва», Пешковой Христине Вячеславовне, которая выступит с докладом «Бюджетный контроль и его значение для обеспечения финансовой устойчивости Российской Федерации в условиях развития цифровой экономики». Христина Вячеславовна, вам слово. Доброе утро, уважаемые участники конференции. Воронеж приветствует. Очень рада, что мы вот так вот собрались в таком формате. Вот. Я очень люблю Башкирский государственный университет, люблю Нурию Альвановну, но очень нравится мне посещать Уфу, и приезжала неоднократно с научными целями. И хотелось бы, конечно, в будущем вот не в таком дистанционном формате участвовать в научных мероприятиях, но хотелось бы и лично приехать. Но Бог даст, закончится карантин, все эти ограничения завершатся, и мы с вами встретимся вновь уже в обычном формате. Вот. Ну, коли уж такое мероприятие дистанционное, то нельзя не принять участие, и хотелось бы вот отдельные вопросы, которыми я занимаюсь в рамках своих научных исследований по бюджетному устройству, вопросы бюджетного контроля в ракурсе бюджетного устройства, вот о них рассказать. Мне нормально слышно, да? Да, все в порядке. Угу. Давайте перейдем тогда к теме моего выступления. Тематика цифровизации экономики – это универсальная тема сейчас. Она, в общем-то, рассматривается как представителями экономической, финансово-правовой науки, так и специалистами-практиками. И, естественно, юристы и отраслевики тоже задумываются о определенных фундаментальных моментах в исследованиях, именно обращая внимание на значение цифровой экономики для правового регулирования отношений в той или иной сфере.
Надо заметить, что в условиях финансовой, социально-экономической, политической напряженности, которая вот сопутствует всегда реализации бюджетных правоотношений и нестабильности, только развития сейчас цифровой экономики в сфере публичных финансов, тематика контроля по отношению к бюджету все большую актуальность приобретает. И повышение качества управления финансами как на федеральном, так и территориальных уровнях посредством усиления контроля за соблюдением финансовой дисциплины – это, можно сказать, и основное условие соблюдения финансовой устойчивости во всем государстве. Надо заметить, что вот как таковой финансовый контроль, его инструментарий, он, в общем-то, присущ любым государствам уже давно, с момента становления финансовой системы. Такое обновление условий российских, международных, как постепенный переход на цифровую экономику, позволяет взглянуть на бюджетный контроль и на его объект, бюджет, уже несколько в иной плоскости. Принят ряд нормативных правовых актов, которые соотносят вопросы финансовой устойчивости, экономической безопасности, цифровизации экономики, соотносят и регулируют, рассматривают во взаимосвязи. Вот, например, уже достаточно давно, еще в 1996 году, указом президента утверждена государственная стратегия экономической безопасности. И в качестве объектов экономической безопасности предложено рассматривать как элементы финансовой, экономической системы государства, так и, собственно, личность, общество, государство в целом. И официально признано, что требования экономической безопасности, они, в общем-то, касаются непосредственно бюджета, обеспечения нормальных, дисциплинированных денежных потоков. Соответственно, и бюджетный контроль, в общем-то, уже в указе президента тех лет связан с финансовой устойчивостью. Чуть позже принят ряд нормативных актов, которые коснулись непосредственно цифровизации и информатизации бюджета, и это тоже связано с тем, чтобы гарантировать финансовую устойчивость в государстве. В частности, вот в России нормативное звучание получил термин электронный бюджет. Электронный бюджет. Это как раз и то, что является моментом становления цифровой экономики именно в сфере публичных финансов, в сфере бюджетных правоотношений. Термин «электронный бюджет», как известно, он получил распространение и, в общем-то, право на существование с утверждением, распоряжением правительства концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «электронный бюджет». Электронный бюджет. Вопрос о том, что бюджет сейчас, и уже давно, не сейчас, а давно уже, он представляет собой не просто фонд денежных средств, не просто совокупность денежных средств, размещенных на банковском счете. Это, в общем-то, уже давно характеризует организованность финансов государства. Есть специальный сайт, который... Точнее, структурная часть официального сайта Федерального казначейства, который так и называется «электронный бюджет». Электронный бюджет. Но заметим, что обсуждение тематики электронного бюджета уже давно ведется, и, в принципе, я в данный момент и нового здесь вряд ли что сообщу по данному вопросу. Вот заметим, что в Саратовской государственной юридической академии уже 2 или 3 раза проходила конференция по тематике электронных и расчетов, и информатизации бюджетных отношений. Вот, например, летом в этом году
кафедрой финансово-банковского и таможенного права имени, замечу, Нины Ивановны Химичевой также была проведена конференция на тему «Модернизация правового регулирования бюджетных отношений в условиях цифровой экономики». И тоже, в общем-то, я выступала с тематикой электронного бюджета, его значения для организации инструментария бюджетного устройства. Тут тоже не вижу вот список участников полностью, не могу понять, Саратов подключился к конференции или нет. Если подключился, то передам привет Елене Вячеславовне Покачаловой. Пользуясь случаем, вот очень рада, что вот Нурии Альвановной тоже организована такая площадка, такая конференция, где можно вот на данную тему обратить внимание, и тем более сейчас такие условия в России, что информатизация масштабная, даже вот в рамках нашего общения, и можно на многие вопросы вновь посмотреть чуть-чуть по-другому, чуть-чуть с изменившихся позиций финансовой политики государства. Это замечательно. Так вот, вопрос об электронном бюджете, он, в общем-то, позволяет задуматься о том, что стал ли бюджет, который традиционно обнародуется в собрании законодательства, утверждается в форме федерального закона и в этом аспекте обнародуется как закон, стал ли он теперь просто электронным источником, и можно ли просто реально где-то почитать этот бюджет, закон о бюджете. Нет, конечно же, в плане наличия бумажного носителя для бюджета вряд ли что поменялось и вряд ли что поменяется. Закон также, бюджет также утверждается в режиме законодательной деятельности, федеральный закон о федеральном бюджете на такой-то год, он обнародуется, должен быть опубликован в собрании законодательства и в российской газете. То же самое и о региональных, местных бюджетах. Они должны быть опубликованы в региональных газетах. Но дело в том, что электронный бюджет сейчас это, по сути, в дополнение к традиционному бюджету, который на бумажном носителе в форме опубликованного закона. Это информация, размещенная о всех денежных потоках, доходных и расходных правоотношениях на официальном сайте казначейства. И это, конечно, обеспечивает взаимодействие различных органов государственной власти, в том числе контрольных, взаимодействие в плане открытости этих денежных потоков. Например, если речь идет о государственных закупках, то, конечно же, эта информация, она увязана тесно с структурой электронного бюджета, и, в общем-то, целостно можно информацию получить и о расходах на государственные закупки. Что же с позиции цифровизации экономики представляет собой электронный бюджет? Это, в общем-то, способ организации электронного документооборота, который обеспечивает бюджетное планирование применительно к бюджетам всех уровней и возможность взаимоувязать бюджеты всех уровней вот в сети интернет. Электронный бюджет – это очень успешная попытка информатизации в сфере государственного управления финансами. То есть получается, что информатизация коснулась законодательных органов, утверждающих бюджет, коснулась и деятельности контрольных органов, которые наделены управленческими функциями по отношению к финансам и экономике. Вот. Электронный бюджет – это, по сути, инструмент сбора и обработки информации о финансах и о консолидированной бюджетной отчетности. Это способ удаленного взаимодействия всех участников бюджетного процесса. Сейчас очень модно вот это слово удаленка, удаленное взаимодействие. Вот, и даже вот нет возможности поучаствовать в круглых столах вживую.
бывают ситуации, что приглашают на круглые столы по тематике бюджета, и в Москве вот я бываю, и в Институте законодательства сравнительного правоведения, и в Госдуме проводятся круглые столы тоже. Ну вот удаленное взаимодействие коснулось не только специалистов, которые обсуждают те или иные значимые проблемы, в данном случае проблемы бюджета, финансов, но и, в общем, самого бюджета как финансового документа, как фонда. То есть электронный бюджет – это не просто сведение информации о бюджете, его структурных частях, это еще и способ организации бюджетного планирования, способ организации, информатизации контрольных мероприятий в сфере бюджета. И, естественно, все это не может не работать на обеспечение финансовой устойчивости государства, потому что залогом любого мероприятия успешного, залогом успеха является его хорошая организация. И коль уж бюджет как документ, он очень имеет такую мощную структуру, предполагает взаимодействие очень разных субъектов, то сведение к информационной системе, к информации, размещенной на специальном сайте, информация о бюджете, то все, конечно, это работает на гарантии хорошей организации финансовой устойчивости. Мне, наверное, время уже истекает, да? Завершается. Угу. Хорошо, хорошо. Таким образом, электронный бюджет в современных условиях в России – это способ информатизации контрольных отношений в области бюджета. И, в общем-то, это, на мой взгляд, хорошая действенная гарантия финансовой устойчивости государства. Вот у меня все. Коротенько так. Извините за несколько спонтанное выступление. Вот нахожусь на рабочем месте. У нас тут потоки обучающихся, курсантов и преподавателей, и мы стараемся все успевать, перерывы в том числе. Поэтому, извините, может быть, за отсутствие такой сильной глубины в выступлении, но хотелось бы на вот такие очевидные моменты данной тематики внимание обратить, которые интересны, вот, возможно, и обучающимся, которые дистанционно подключились. Вот. Ну, а если кого-то заинтересует, вот можете мою монографию посмотреть по тематике бюджетного устройства, там немножечко про электронный бюджет есть, но остальное дело времени, будем над этой темой работать. Спасибо. Кристина Вячеславовна, спасибо за очень интересное, содержательное выступление. Вы очень ярко начали нашу конференцию. Спасибо вам за это. И вот в чате у нас поступил один вопрос, как раз от Нурия Альвановны. Наверное, я зачитаю, да, Нурия Альвановна, если вы не против? Вопрос следующий. Какие особенности, признаки электронного бюджета следует выделять? Дело в том, что говорить о... Я прошу прощения, вопрос немножечко не так звучит. Электронный бюджет мы уже рассматриваем как правовое явление. Вот. И вот как правовое явление, Кристина Вячеславовна, как вы считаете, какие признаки следует выделять от электронного бюджета, как соответствующего объекта, конечно, правоотношений и так далее? Вот на ваш взгляд, что можно выделить? Я думаю, что каких-то особых признаков у бюджета как электронного явления нет, потому что тут нужно зрить в корень, что есть бюджет, а бюджет – это и денежный фонд, это и правовой акт. Но раз бюджет у нас сейчас подлежит размещению на сайте, вот почему он стал электронным, он должен быть размещен на сайте. И это специальная информационная система, которая, в общем-то, основана на наличии с позиции информатизации каких-то специальных компонентов расчета и взаимоувязки доходов, расходов, размещения по вот этим клеточкам на сайте. Я не сильна в информатизации. И вот если об этом сказать, то, конечно, электронный бюджет, он имеет особенности как информационная система. А в данном аспекте
Тут нужно ставить вопрос о защите информации, которая содержится в бюджете. То есть бюджет как информационный ресурс должен быть защищен. Когда мы говорили о специфике бюджета как объекта правового регулирования, как денежного фонда, мы говорили, например, о соблюдении принципов бюджетной системы, недопущении растрат бюджетных, нецелевого использования, целевом характере этих денежных средств. Когда же мы говорим о бюджете как информационном источнике, то есть об электронном бюджете, мы должны говорить о защите бюджета как электронного ресурса. И вот все, конечно, помнят, что в бюджете, в законе о бюджете есть секретные статьи. Это расходы, связанные с деятельностью Министерства обороны, связанные с обеспечением режима государственной тайны. Как эти статьи секретную эту информацию защитить в общем содержании электронного бюджета? Это вопрос, в общем-то, информатизации. Вот. И сейчас все знают, развивается информационное законодательство, которое уже достигло высокого уровня. И оно связано с техническими средствами защиты информации, размещенной на сайте. То есть, переводя разговор именно в правовую плоскость о юридических особенностях, свойствах электронного бюджета, нужно говорить о свойствах его некой защищенности правовой и защищенности как информационного источника с позицией вот, информатизации в техническом аспекте. Наконец, нужно говорить о свойствах электронного бюджета, о свойствах его как информации в плане взаимозависимости с другой информацией, которая размещается на официальном сайте Федерального казначейства. Говорить о взаимозависимости электронного бюджета федерального уровня и нижестоящих уровней, что требует, в общем-то, технических усилий, чтобы вот эту работу организовать, сопоставить все цифры. Вот. Вот об этом я бы сказала. Спасибо. Спасибо за ответ. Спасибо, Кристина Вячеславовна. Больше вопросов пока у нас не поступило. Спасибо за вопросы. Спасибо за вопросы. Я рада, что тема заинтересовала. Вот я присутствую здесь. У меня учебных занятий на сегодня нет, и я присутствую. Если нужно, я включусь в дискуссию. Спасибо, было бы замечательно, да, мы за дискуссию. Сейчас мы с удовольствием я хотела передать слово нашему второму докладчику, Клименко Ирине Сергеевне, доктору технических наук, доценту, начальнику отдела организации проектно-грантовой деятельности Северо-Кавказского федерального университета, город Пятигорск. Ирина Сергеевна выступит с докладом на тему управления персоналом в условиях цифровой трансформации региональной экономики, опыт системологического анализа. Ирина Сергеевна. Вы меня слышите? Да, все нормально. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рада приветствовать всех, кто собрался в этой аудитории. Не буду говорить об удаленке и дистанционке, потому что тема как бы всем уже в зубах навязла. Большое спасибо организаторам за приглашение, за предоставленную возможность выступить на таком форуме, потому что я как технический специалист, связанный с только что упоминаемой информационной безопасностью, от финансовой системы, ну, наверное, нахожусь далековато. И тем не менее, когда я посмотрела тему конференции, мне стало интересно принять участие с позиции именно управления персоналом и роли вузов в этом аспекте. Ну, Пятигорск у нас теплый город, приветствуем вас. Посмотрела в Уфе сегодня +8, у нас +19, поэтому как только будет возможность, приезжайте. У нас, особенно для аграриев, у нас 20 числа состоится форум по вопросам технологии пищевых продуктов, в частности, молочной промышленности. Так что будем рады вас встречать, видеть, приезжайте к нам в гости. Непосредственно к докладу. Итак, управление персоналом. Ну, во-первых, кадровый менеджмент, он у нас имеет давнюю историю, и его донаучный этап я нашла самые глубокие корни, 1724 год. 1724 год,
когда Пасашков в своей книге о скудости и богатстве сформулировал рекомендации об улучшении управления экономикой, исходя из специфики особенностей России. Среди многочисленных рекомендаций, обратите внимание, выделяем: заставлять всех людей работать, причем работать прилежно и производительно. Вторая рекомендация – уничтожать праздность во всех ее видах, решительно бороться с непроизводительными затратами, осуществлять строжайшую экономию, бороться с роскошью и излишествами в жизни людей. История русской экономической мысли, 1724 год. Понятно, что на ретроспективный анализ времени у нас нет, и хочется отметить, что в процессе последовательного вот этого перехода от донаучного этапа к современной теории человеческих ресурсов, понятно, что в кадровом менеджменте произошли определенные изменения. Какие изменения? Во-первых, в постановках задачи. Во-вторых, в целях, средствах и методиках, которыми располагают кадровые службы. И, на мой взгляд, особую роль сегодня играет среда, формирование методологии управления. Понятно, что есть определенные предпосылки для таких изменений. Где-то у меня слайд 2. Вот я не совсем понимаю, презентации я управляю или вы? Тишина в ответ. Так, ну вы перелистываете ее сами или нет? Я не перелистываю. Давайте я буду говорить. Техническим Вот сейчас у нас слайд 2. Предпосылки, изменения. Во-первых, цифровизация процесса управления. Когда говорим цифровизация, вот я сейчас слушала доклад про цифровой бюджет, и мне было очень интересно вопросы защиты информации. Мы что будем защищать? Мы будем защищать содержательную часть или мы будем защищать просто электронный ресурс, чтобы никто туда не зашел и не внес исправления? И вот когда мы говорим о цифровизации процесса управления, мы должны четко себе представлять, что понимается под этим термином. В контексте моего доклада можно говорить об автоматизированных информационно-советующих системах, ориентированных на учет персонала. Что делает сегодня кадровая служба в большинстве предприятий? Это учет. Учет и контроль соблюдения законодательства. На самом деле HR-менеджеры должны менять свои функции. Они должны переопределять свою миссию. Чем это вызвано? Ситуация развивается так, что нам необходимо оперативно менять решения, минимизировать степень риска. Должно существовать поле альтернатив для развития организации, для отдельной личности. Ну и, естественно, должна быть кадровая политика. Вот по поводу кадровой политики, на мой взгляд, тут можно было отдельную конференцию созывать, что это такое и как с этим работать. Такие вот значимые факторы, следующий слайд, пожалуйста, переопределяют миссию кадровой службы, и она требует, слайд 3. И, на мой взгляд, миссия современной кадровой службы – это формирование интеллектуального и трудового потенциала. Какие функции здесь будут? Подбор, расстановка кадров, управление назначениями, перемещениями, формирование кадрового резерва, анализ эффективности использования трудовых ресурсов, ну и, естественно, контроль законодательства. Вот, уважаемые коллеги, слайд на экране выведен, и вроде бы как бы все понятно и ясно, но с другой стороны, сколько подводных камней. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. Экономисты, наверное, правильно меня поймут и поддержат. По какому критерию будем оценивать эффективность? Как оценить эффективность использования трудовых ресурсов? 100% занятость сотрудника в течение 8-часового рабочего дня, человек может заниматься чем угодно и делать вид, что он занят. Какие критерии для этого использовать? Это вопрос очень серьезный. И именно он определяется, на мой взгляд, кадровой политики. Бесспорно, что специалист по работе с персоналом должен иметь целостное представление не только о своих задачах, но и о миссии фирмы, понимать свои функции, а главное
адекватно оценивать свою роль, обладать достаточным для своего статуса уровнем профессиональных и социокоммуникативных компетенций, готовностью и способностью переходить на новые форматы инфокоммуникационного взаимодействия. Вопрос, как это сделать? Вот недавно на такую штуку наткнулась. Звучал сегодня термин «электронный документооборот», и такая полушутка, полугрусть. Только у нас электронный документооборот – это распечатать документ, подписать его и потом снова отсканировать, чтобы отправить свою подпись. То есть это я к вопросу о готовности персонала работать в новых условиях. Как сделать персонал готовым? Обучать? Можно обучить, но нет мотивации для использования новых методов. Кто из нас с вами, присутствующих на конференции, может честно про себя сказать, что я не дружу с информатизацией, как сказала коллега, предыдущий докладчик, честь ей и хвала за это, что она может в этом признаться. Но тем не менее мы все должны жить в этом пространстве, и мы будем в нем работать. Вот. Другое дело, что насколько все зависит от специалистов по кадрам. Эффективность управления персоналом – это результат работы не только кадровой службы. Он напрямую связан с кадровой политикой. Перелистните, пожалуйста, слайд. Предъявляются сейчас высокие требования к менеджерам по персоналу. Как я уже говорила, он должен иметь целостное представление о целях и задачах всего предприятия, адекватно оценивать свою роль и свой статус, иметь компетенции профессиональные, социокоммуникативные и быть готовым переходить на новый формат. Перелистните, пожалуйста. Факторы, которые, на мой взгляд, определяют эффективность управления персоналом. Кадровая политика, в основе которой взаимодействие с вузами, средними профессиональными образовательными учреждениями. Современные подходы к формированию интеллектуального и трудового потенциала хозяйствующего субъекта. Стратегия поведения на рынке с учетом факторов риска. Вот две последние группы факторов, организационные и технологические, они сейчас уже, в принципе, можно говорить, решены. В конце презентации будет слайд, на котором ссылки на наиболее популярные ресурсы, позволяющие автоматизировать процесс учета при работе с персоналом. А вот первые три вот эти фактора – это факторы, так называемые бихевиоральные факторы, которые должны учитывать поведенческий аспект. И мы должны говорить о том, что сегодня и сейчас подходы к формированию интеллектуального и трудового потенциала хозяйствующего субъекта претерпевают определенные изменения. С давних времен работы в ВУЗе существовало понятие «обратная связь», и мы всегда говорили о том, как мы должны отслеживать наших выпускников, и как они трудоустроены, как они работают, какой они достигли успешности. Потом появляется новая концепция, когда говорят, что работодатели должны диктовать содержательную часть образовательных программ, и у нас появляется очень много к этому вопросов, потому что работодатели интересуют, как правило, прикладной аспект образовательной программы, обучение предметам, которые нужны на практике, практикоориентированные, а вузы хотят все-таки работать в условиях, большинство из нас хотят работать, я не хочу сказать по-старому, но все-таки отдают предпочтение фундаментальной подготовке. И именно поэтому сейчас так важно, на мой взгляд, эффективное сотрудничество бизнес-структур, предприятий, организаций с вузами. Перелистните, пожалуйста. Какие существуют формы? А главное, какие цели такого сотрудничества? Разработка образовательных программ и программ под заказ. Форма целевая интенсивная подготовка была в свое время. Потом была
к сожалению, утрачено, но сейчас мы говорим, что если у нас предприятия, организации региональные работают вместе с региональными вузами, то есть смысл делать интенсивную подготовку именно по заказу предприятия. Трудно представить, что в регион поедут специалисты, выпускники московских, петербургских вузов, поэтому наши работодатели, хотят они того или не хотят, они должны ориентироваться на региональные вузы. И вот этот статус поставщика интеллектуального трудового ресурса вуз должен, ну, я не хочу сказать заработать, но он должен все-таки в системе приоритетов работодателя получить свое достойное место. И связь вузов с предприятиями должна иметь немножко иную форму, чем это, ну, как правило, сейчас представляется на рынке труда. Давайте следующий слайд. И вот тут мне хочется перейти именно к тому, что когда мы говорим о сотрудничестве вузов и предприятий, по крайней мере, что интересует работодателя, как показывает практика. Существует 3 такие типовые структуры, по которым, даже не структуры, наверное, 3 модели, по которым мы можем готовить специалиста. Первая модель – 3 кита, на которых держится вся наша подготовка. Мы можем готовить исполнителей, которых мы обучим работать по заданному алгоритму и ориентируем на выполнение поставленных задач. Мы можем учить организаторов, которые ориентированы на задачи организационного управления, логистика, менеджмент, тактические задачи. И мы можем из студента-магистранта формировать аналитика-исследователя. Я не хочу сказать, что это иерархическая структура. Нет. Коллеги, мы сами все знаем, что хороший исполнитель – это большая редкость. Научить работать человека по заданному алгоритму, четко работать с поставленной задачей и в результате получить именно тот результат, который от него ждут, это большое искусство. Больше людей склонны к организаторским способностям. Я просто хочу сказать, что каждая из этих моделей требует своих подходов. Исполнителей нужно учить по одному принципу, организаторов по другому, аналитиков, исследователей по третьей методике. И даже если контентная часть образовательной программы будет одинаковой, то обучение, методика обучения, технология обучения должна быть разная. Исполнителей можно учить, применяя тренинги, организаторов можно учить, используя активные методы обучения, аналитики и исследователи – это именно тот тип специалиста, который, ну, наверное, во многом зависит от его личностных факторов. Он должен быть склонен к этому. Кроме модели специалиста, работодателей, как правило, интересует контентная часть образовательного процесса. Следующий слайд, пожалуйста. То есть образ, модель профиля. Модель профиля специалиста, то есть содержательная часть. Содержательная часть у нас позволяет выносить большое разнообразие. Помимо федеральной компоненты у нас есть региональные компоненты, у нас есть дисциплины по выбору, и это именно то поле деятельности, на котором вузы могут сотрудничать с предприятиями и определять именно содержание, чему мы будем учить, Дальше перелистаем, пожалуйста. Что-то мы, по-моему, проскочили пару слайдов. Сейчас. Для того, что вот на слайде сейчас вы видите программные продукты для автоматизации HR-менеджмента. Следующий слайд у нас. Листните, пожалуйста. Вот такой подход
к использованию цифровой среды в подготовке кадров, что он позволит дать системе управления персоналом? Наверное, повышение эффективности кадрового менеджмента. Мы сможем наших сотрудников по управлению персоналом все-таки освободить от решения рутинных задач и перевести их к задачам планирования, организации управления. Второй момент. Наконец-то у нас кадровая политика сможет быть выстроена с учетом стабилизации и развития. Внедрение средств автоматизации учета документирования. И, на мой взгляд, два последних момента – это наиболее важные ожидаемые результаты. Вертикальная интеграция вуз, наука, производство и бизнес-структуры. И социализация выпускников. То, о чем мы говорим ежедневно и часто, что выпускники вуза даже с хорошими дипломами, приходя на предприятие, не могут в нем самореализоваться. И вот такой подход, о котором я говорю в докладе, мне кажется, позволит все-таки эту проблему решить. Перелистите, пожалуйста. Таким образом, подводя итоги, мы говорим, что управление персоналом и кадровая политика – это системообразующие компоненты современного хозяйствующего субъекта. Система управления персоналом, HR-менеджмент, должен быть готов к использованию современных программно-аппаратных средств сбора, обработки, передачи, хранения данных. Система подготовки кадров в регионе должна быть ориентирована на рынок труда и потребности общества. А взаимодействие в паре вуз-предприятия целесообразно строить на паритетных, взаимовыгодных условиях, которые обеспечат выпускнику соответствующий уровень конкурентоспособности, личный профессиональный рост. Листаем. Коллеги, немного получился сумбурный доклад, потому что формат как бы для меня не совсем привычный, но тем не менее я надеюсь, что вопросы будут, и я с удовольствием на них отвечу. Ирина Сергеевна, спасибо большое за выступление. Пока вопросы не поступили, может быть, у непосредственно участников, которые сейчас подключены, есть вопросы к докладчику? Пока, если их нет, в целом, Ирина Сергеевна, на протяжении всей нашей конференции эти вопросы будут поступать, и в случае чего мы спасибо обязательно... большое. Да, спасибо вам за выступление. Сейчас передаем слово Гараеву Ильнуру Габдулхаковичу, кандидату юридических наук, доценту кафедры государственных правовых дисциплин Казанского института, филиала Всероссийского государственного университета юстиции, город Казань. Значит, Ильнур Габдулхакович выступит с докладом на тему «Правовые аспекты цифровой трансформации, финансовой политики государства». Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно? Да, вас слышно. Изначально хотелось бы выразить слова благодарности за предоставленную возможность выступить на площадке конференции. Я, наверное, опять не буду оригинальным, да, если скажу, что в настоящее время в целом в науке, в юридической науке активно обсуждаются вопросы, связанные с цифровыми технологиями. И в основном все-таки эти учения должны носить комплексный характер, да, и ярким примером тому является выступление Ирины Сергеевны. Безусловно, вот развитие информационных технологий оказывает заметное влияние на динамику общественных отношений, наделяя их новыми качественными характеристиками. И надо сказать, что в сложившихся условиях право само становится объектом воздействия цифровизации, в результате которой возникают новые правовые институты, связанные с цифровыми технологиями. И в сферу правового воздействия включаются цифровые инструменты как правовые средства. Как результат возникают субъективные права на новые объекты, происходит реализация законных интересов на получение публичных услуг с использованием электронных технологий. И вот думается, что учение о цифровых технологиях как о правовых средствах является более реальной альтернативой, попыткой привнести в правовую систему нового правового образования, быть может, там, под названием цифровое право. Не случайно в одном из своих докладов президент Российской Федерации отметил, что цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по сути, это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления. И вот как раз-таки именно с отмеченной позиции хотелось бы проанализировать место цифровых технологий в финансовой политике современной России.
В эпоху цифровой экономики новые технологии, процессы модифицируют структуру и динамику воспроизводственного процесса. И, собственно, вот эти изменения, они отражаются в объемах валового внутреннего продукта и процессах перераспределения финансовых ресурсов. Здесь уместно вспомнить, что финансы являются продуктом развития публичной власти, завоевания ею своего сектора экономического оборота. И вот данная отмеченная производность финансов требует от государства создания адекватных цифровому развитию институтов, моделей правового опосредования экономических отношений. И вот в данном контексте хотелось бы в организации реализации финансовой политики государства выделить две составляющие. Первая составляющая – это вопрос, собственно, цифровой трансформации государственного управления в сфере финансов. И второй вопрос – это использование цифровых технологий как средств финансово-правового регулирования. Повышение эффективности государственного управления является одним из национальных интересов стратегии развития информационного общества Российской Федерации на период до 2023 года. Достижение данной цели предполагает изменения во всех звеньях управления публичными финансами. И, собственно, необходимо отметить, вот сама цифровая трансформация государственного управления финансов не изменяет его функциональную структуру. Вместе с тем, перечень прав и обязанностей государственных служащих может трансформироваться ввиду исчезновения некоторых обязанностей должностных лиц, связанных с передачей выполнения отдельных функций автоматизированным системам. И вот отмеченный факт следует рассматривать, наверное, все-таки как один из факторов снижения коррупционных рисков в сфере финансового управления. Хотелось бы подчеркнуть, что цифровая трансформация предполагает направленность финансовой политики на регламентацию управления по схемам государства, частные лица и государство-государство. В первом случае речь идет о финансовом правовом использовании цифровых инструментов при регулировании порядка совершения финансово-хозяйственных операций, то есть денежными средствами, валютой, ценными бумагами, финансирование получателей бюджетных средств, администрирование налогов и иных фискальных платежей. В другом же случае, во втором случае, затрагиваются вопросы использования цифровых технологий при реализации финансовой политики, прежде всего бюджетной, между самими публично-правовыми образованиями. Коллеги, меня хорошо слышно, да? Да, вас хорошо слышно. К сожалению, просто тут параллельно ремонт идет. И вот в последнем случае речь идет не только о неких управленческих процессах по линии горизонтального взаимодействия, да, между органами публичной власти, но и это взаимодействие вертикального характера. И вот здесь хотелось бы отметить, что приоритет федерального регулирования в финансовой политике не должен приводить к умалению прав субъектов Российской Федерации муниципальных образований, и должны учитываться разнообразие в структуре и технической подготовленности, в первую очередь, муниципальных образований. И вот подчеркнем, да, что на начало реализации, собственно, стратегии развития информационного общества только 10% муниципальных образований отвечали установленным законодательством требованиям по уровню цифровизации. Ну, в том числе здесь уже надо вопрос поднять, наверное, вообще о покрытии сети интернет по территории Российской Федерации. И, вот, собственно, модель цифровой трансформации, безусловно, является преимуществом национальной экономики. Вместе с тем, одним из ключевых задач, вот сегодня уже докладчики об этом говорили, да, ключевая задача финансового управления – это обеспечение информационной безопасности и совершения финансово-хозяйственных операций. И вот совершенно справедливо отметила Ирина Сергеевна, в данном контексте необходимо вспомнить проблемы формирования понятийного, может быть, терминологического аппарата, да, потому что если начинаем анализировать нормативные акты, которые посвящены обеспечению национальной безопасности, информационной безопасности, в первую очередь доктрину информационной безопасности, да, то есть приходит понимание того, что есть некая неувязка с теми определениями, которые у нас содержатся в законодательстве в целом об информации, информационных технологий. И соответственно, требуется разработка, требуется четкое определение объектов информатизации, поскольку от этого зависит понимание содержания объектов защиты и механизм обеспечения информационной безопасности. И требуется разработка либо актуализация положений, концепций об обеспечении информационной безопасности на уровне каждого обладателя информации, органа государственной власти, местного самоуправления. Сама стратегия, она вот принята, да, и зачастую вот у многих органов отсутствуют какие-либо, скажем, концептуальные положения относительно обеспечения информационной безопасности, либо же они приняты еще в 2012 годах. Да? То есть поэтому здесь уже
технологии шагнули вперед, и поэтому здесь требуется актуализация нормативной базы. И здесь, наверное, не лишним будет вспомнить, привести статистические данные, да, согласно данным Министерства внутренних дел России, за первое полугодие 2020 года в России почти двукратно выросло количество преступлений в сфере компьютерных технологий. И вот удельный вес IT-преступлений, преступности в общей структуре преступности достиг до 22,3%. Для сравнения, в 2019 году, если мне память изменяет, этот показатель составлял порядка 15%. Далее, следует отметить, что отдельным направлением финансовой политики в настоящее время является реализация программ финансирования развития цифровой экономики, требующих как бюджетных, так и внебюджетных источников. Государством планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников по доле ВВП страны с 1,9% в 2018 году, да, до 5% к 2024 году. Ну, это примерно сравнительно, наверное, с теми расходами, да, которые у нас в настоящее время осуществляются на образование. В этих условиях, опять-таки, вот, актуализируется вопрос об обеспечении надлежащего контроля за аккумулированием и использованием финансовых ресурсов как на микроуровне, так и макроуровне. Хотелось бы вот предложить в качестве одного из принципов реализации стратегии национальной безопасности закрепить принцип обеспечения разумной необходимости цифровизации. То есть речь идет о разработке четких критериев при принятии решения о создании каких-либо информационных ресурсов за счет бюджетного финансирования. К сожалению, остается возможность создания новых информационных ресурсов, либо инфраструктуры информационных, при отсутствии фактической необходимости, либо создания дублирующих, причем внутри одного ведомства. И опять-таки это актуализирует вопрос о независимой оценке качества результатов товаров, работ, услуг при приемке государственных закупок. Говоря о цифровых технологиях, как о средствах правового регулирования, необходимо указать, что зачастую происходит опережающее развитие экономических отношений под влиянием научно-технического прогресса. Отмеченное требует, опять-таки, более оперативного нормотворческого реагирования со стороны органов публичной власти, в связи с чем предлагается в некоторых случаях отойти от стандартных практик и применить новые подходы, позволяющие вводить новое регулирование, при этом не меняя сложившуюся законотворческую процедуру целиком. То есть таким подходом, в принципе, многие авторы тоже уже этот подход озвучили, да, этим подходом могут стать экспериментальные правовые режимы. Единственный момент, безусловно, вот порядок введения и реализации экспериментальных правовых режимов требует он отдельной законодательной регламентации, то есть у нас уже примеры применения экспериментов существуют. В сфере налогообложения, да, следует отметить, есть у нас проект федерального закона, который разработан Министерством экономического развития России, об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Но опять-таки нужно отметить, что данный проект он носит узкую сферу применения. И в завершении хотелось бы отметить, что современный этап экономического развития продиктовал необходимость, даже неизбежность использования цифровых технологий в реализации финансовой политики государства. Остается только надеяться, что, чтобы цифровизация государственного управления в сфере публичных финансов оставалась приоритетной национальной целью, а не самоцелью. В противном случае имеет место быть избыточное нормативно-правовое регулирование, искусственная цифровизация правовых институтов и, прежде всего, риск неэффективного использования финансовых ресурсов. Вот основные моменты, которые коллеги с своей позиции хотел озвучить. Благодарю за внимание. Ленардо Абдулхакович, спасибо за выступление. Нам поступил вопрос, точнее вам поступил вопрос, который я сейчас оглашу. Как вы считаете, насколько влияет создание и развитие цифровой экономики на цифровизацию государственного механизма, государственной власти? Ну, я уже, собственно, в своем докладе, благодаря за вопрос, в своем докладе уже отметил, да, то есть я сразу вот выделил два контекста, да, цифровизация. Ну, во-первых, сама цифровизация продиктовала необходимость, да, изменения, собственно, в технологиях, которые применяются в системе государственного управления, поэтому, собственно, финансовой политики я выделил как отдельный контекст вот, цифровую трансформацию именно государственного управления. Так. Ну и второй контекст, собственно, это использование правовых технологий как средств правового регулирования. Ну, это, в свою очередь, опять-таки, инструментарий для всех элементов структуры государственного управления.
Все. Так, спасибо. И поступил еще один вопрос. Ильнур Габдулхакович, поясните, пожалуйста, фразу «цифровые технологии – это инструмент правового регулирования». Так, прошу прощения, можно еще раз вопрос? Поясните, пожалуйста, фразу «цифровые технологии – это инструмент правового регулирования». Вот, может быть, Ирина Сергеевна пояснит, что конкретно имелось в виду? Да? Так, вот я... Да, слышно меня? Да, Да, слышно. слышно, Ирина Сергеевна. Как технология может стать инструментом регулирования? Технология – это технология. Это обработка информации. Мы ее переводим в цифровой формат, и все. Что имеется в виду? Инструмент правового регулирования. Ограничения системы, пускать, не пускать. Вот немножко подробнее. Ну, тут, наверное, все-таки нужно уточнить, да, правильно, наверное, сказать, инструменты правового регулирования, да, которые, собственно, облечены в цифровой технологии, это, собственно, электронный документооборот, получается, да, и, собственно, цифровизация самих процессов управления. То есть, наверное, все-таки, да, уточнить нужно. Спасибо, Ильнур Габдулхакович. Все, у нас на этом пока вопросы на данном этапе закончены. Спасибо за вопрос. Сейчас мы бы хотели передать слово для выступления кандидату юридических наук, доценту кафедры гражданского права университета имени Кутафина, город Москва, Аюшевой Ирине Заректуевне, которая выступит с докладом «Расчетные отношения в условиях платформенной экономики. Проблемы и перспективы развития правового регулирования». Ирина Заректуевна, мы передаем вам слово. Вы с нами? Так. У нас, так, докладчик почему-то не подключен на данном этапе. Хорошо, тогда мы передаем слово следующему докладчику, Заманову Тагиру Тимирьяновичу, советнику государственной гражданской службы 2 класса, заместителю начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России номер 4 по Республике Башкортостан, город Уфа. Тагир Тимирьянович выступит с докладом на тему цифровизация процедур взыскания налоговой задолженности, правовые аспекты. Тагир Тимирьянович. Добрый день, уважаемые участники конференции. Сейчас минуточку, техническая накладка. Тема моего доклада посвящена цифровой процедуре, цифровизации процедуры взыскания налоговой задолженности и никаким, а определенным правовым аспектам, возникаемым при данной цифровизации. Одной из приоритетных задач деятельности налоговых органов является обеспечение роста налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, в первую очередь за счет повышения эффективности налогового администрирования. Безусловно, ключевое место в достижении текущих показателей и перспектив дальнейшего развития занимают процессы цифровой трансформации, как экономики в целом, так и непосредственно службы. Тагир Тимирьянович, у вас какие-то проблемы, да, там, или что? Угу. Чуть-чуть скорость потормаживать. Я думаю, видео отключу. Ну, хорошо. Если... Слышно? Звук нормальный? Да, да. Сегодня технические возможности службы позволяют успешно создавать современные и эффективные инструменты контроля. Автоматизированная информационная система ФНС у нас одна из крупнейших баз данных в мире. Ее емкость составляет более 705 терабайт. Ее объем постоянно растет. На текущий момент проведена огромная работа по цифровизации. В начале 90-х годов налоговые инспектора у нас работали с механическими печатными устройствами, но уже в то же время активно внедрялись определенные программы
В каждом регионе были свои какие-то автоматизированные информационные ресурсы. На сегодняшний день у нас в службе внедрена единый программный комплекс АИС налог-3, внедрены новые проекты, это как автоматизированная система контрольного исчисления НДС, внедрены, как вы все прекрасно знаете, онлайн-кассы, проводится автоматизация по обелению рынка с применением различных отраслевых проектов. Также на официальном сайте ФНС у нас активно применяются различные электронные сервисы. Их более 50, которые у нас упрощают жизнь бизнесу и простым гражданам, позволяя решать большинство вопросов онлайн. У нас по слайдам почему-то она выскакивает так совместно. У вас есть презентация, да? Игорь Тимирьянович, можете демонстрацию включить, если есть такая возможность? Вышел, да, слайд? Да, да, видно. Я остановлюсь подробнее на вопросе взыскания налога задолженности в новых условиях. Для выполнения этой цели у нас разработан новый механизм службы. Этот механизм называется у нас система комплексного управления администрированием долга, сокращенно СКУАД. Вот на слайде так, упрощенный вариант, так скажем, данного системного комплекса управления. Основными задачами данной системы является предупреждение образования задолженности наряду с повышением эффективности мер взыскания. Путем автоматизации процессных мер взыскания, то есть направление должникам требований об уплате, выставление инкасса на банковские счета, блокировка движения по банковским счетам, взыскание через службу судебного пристава. Данный этап у нас на сегодняшнем этапе развития полностью автоматизировано, происходит единый программный комплекс, как я сказал, АИС налог-3. Фактически здесь работают у нас автоматы. Инспектора практически выступают в роли таких, скажем, модераторов, запускают бизнес-процессы, контролируют исполнение пользовательских задач. Данный процесс, этап взыскания, можно сказать, практически автоматизирован. Есть у нас еще второй этап взыскания, это применение проектных мер взыскания, таких как арест имущества, уголовное преследование, привлечение должников, должностных лиц, должников к субсидиарной ответственности, применение судебного взыскания зависимых лиц, проведение оспаривания сделок в процедурах банкротства, взыскание убытков, перевод данных процедур именно в цифровое пространство. Это является одной из задач нашей службы для создания определенной самой эффективной концепции взыскания задолженности. Безусловно, у нас любое действие налогового органа, государственного органа и, соответственно, исполнителя у нас производится в рамках действующего законодательства. Все действия налогового органа по обеспечению взыскания и применению принудительных мер взыскания четко в условиях цифровизации четко регламентируются действующим законодательством. У нас в этих целях службы, как я сказал, уже с 90-х годов проводится работа. В настоящее время в целях обеспечения определенного правового поля по применению методов цифровизации, именно взаимодействия с налогоплательщиками, например, урегулирован вопрос в правовом поле по утверждению электронного взаимодействия с налогоплательщиками. Фактически у нас большинство налогоплательщиков на текущий момент общается, так скажем, онлайн с налоговыми органами. Это также происходит и со стороны налоговых органов. Фактически у нас утверждены форматы и форматы взаимодействия путем утверждения порядка направления документов взыскания в электронной форме, их форматы, сроки. Практически это тоже также происходит, как я сказал, это у нас относится к процессным мерам взыскания, происходит в формате онлайн. Плательщик получает это
У них есть тоже свои программные комплексы. Это у нас операторы, которые по аналогии там Контур, СКБ, через них они получают фактически всю информацию в режиме онлайн. То есть инспектор подписывает документ, завершая пользовательское задание, руководством подписывается документ в электронном виде, и он практически в тот же момент попадает налогоплательщику. Также электронный формат взаимодействия у нас утвержден и со смежными, так скажем, со смежными структурами, это регистрирующими органами, что позволяет в оперативном виде получать всю информацию с регистрирующих органов, накапливать ее. Это Росреестр, Земельная кадастровая палата, ГИБДД. Вся информация у нас поступает в электронном виде, соответственно, накапливается, которая потом в дальнейшем используется для применения той или иной модели взыскания. Либо применения ареста имущества, оспаривания каких-то произошедших сделок. Данная информационная база, наиболее полная, она у нас позволяет исполнять функции налогового администрирования в полном объеме. Наряду с нормативным регулированием и автоматизацией процессных мер взыскания, как я сказал, уже у нас внедряется в настоящий момент перевод проектного взыскания. Это у нас арест имущества, применение обеспечительных мер в соответствии с статьей 101 Налогового кодекса. Данный перевод у нас осуществляется путем использования определенных цифровых маркеров. Эти цифровые маркеры у нас имеют определенные условия и критерии. И данные условия и критерии у нас определяются, исходя из требований действующего законодательства. Цифровые маркеры у нас используются на каждой стадии принудительного взыскания. Для расчета цифровых маркеров используется практически вся информационная база, имеющаяся в распоряжении налогового органа. Так, например, для решения вопроса о взыскании задолженности в судебном порядке, в порядке статьи 45 подпункт 2 пункта 2 Налогового кодекса, это у нас взыскание зависимых лиц должника, у нас определены такие типовые маркеры, как задолженность, фактически взыскивается задолженность по результатам контрольной работы. Это, во-первых, первый маркер задолженность по результатам контрольной работы, не погашена должником в течение определенного времени. Выдается маркер наличия зависимых лиц, маркер осведомленности о начале проведения контрольных мероприятий должником в отношении должника, маркер отчуждения имущества, подлежащего госрегистрации, осуществление сделок с признаками безвозмездности, использование расчетных счетов иных лиц и, соответственно, сам перевод деятельности. То есть фактически у нас информационная база позволяет эти маркеры оцифровать и выдать на проведение анализа, соответственно, должностному лицу налогового органа, инспектору непосредственно, который занимается принятием, созданием определенного проекта. В данном случае это у нас, который выльется в результате судебный иск к зависимому лицу при наличии и подтверждении с помощью доказательной базы. Также в рамках исполнения данной функции по переводу проектных мер взыскания используется не только налоговый кодекс, то есть функциями налогового органа у нас относится также выявление признаков сокрытия имущества, активов от взыскания, то есть сокрытие, содержащие признаки преступления, предусмотрено статьей 199 прим. 2. Здесь тоже, исходя из требований действующего законодательства, внедрены определенные цифровые маркеры. Это наличие задолженности более 2 250 000, которые у нас считается, так скажем, превышение уже криминальной суммой. Это наличие движения по расчетным счетам через третьих лиц. И это один из многих, немногих маркеров. И, соответственно, срабатывание данных цифровых маркеров позволяет сотруднику налоговой службы также принять определенные решения, которые ляжет в основу тоже, так скажем, проекта по подготовке обращения соответствующего правоохранительного органа. В части применения обеспечительных мер, предусмотренных статьей 101 и 77 Налогового кодекса, это 101 статья, это у нас
пункт 10 в части по результатам контрольной работы. Здесь тоже в ходе проведения контрольных мероприятий определены определенные маркеры в части осведомленности, допустим, я уже про это говорил о начале контрольной работы, которая позволяет проследить, проанализировать срабатывание маркера в части вывода имущества, например, который уже является, в случае, если налогоплательщик у нас осведомлен о начале проведения в отношении него каких-либо контрольных мероприятий, уже является маркером, основанием для в дальнейшем для применения обеспечительной меры в виде наложения, так скажем, ограничения на ряд действий с этим имуществом, либо остальным имуществом в распоряжении налогоплательщика для обеспечения в дальнейшем взыскания возможной значительной суммы задолженности. В части применения статьи 77, это у нас в случае неисполнения решения о взыскании за счет денежных средств и недостаточность денежных средств, налоговый орган имеет право санкции прокурора применить такие обеспечительные меры. Здесь тоже аналогичные требования, которые переведены в цифровые маркеры. Соответственно, срабатывание одного из либо маркеров дает основание для инспектора применить, подготовить проект решения о наложение, соответственно, постановления, вынесение постановления о наложении обеспечительных мер санкций прокурора в соответствии с статьей 77 Налогового кодекса. При этом хочу отметить, что все эти маркеры у нас постоянно развиваются в соответствии с изменением налогового законодательства, которые применяются, они являются типовыми и являются базой для, соответственно, выдачи результата. Но при этом для инспектора оставляется поле, естественно, с требованием действующего законодательства для выявления иных маркеров, которые он также может аналогично типовым маркерам использовать в своей работе и, соответственно, для вывода определенного проекта, для подготовки и для утверждения, соответственно, на каких-либо мероприятиях, процедурах, на любой стадии взыскания. В части цифровизации у нас итоги цифровизации ярко отметил у нас на выступлении Всероссийского налогового форума Михаил Владимирович Мишустин. Он четко отметил, что цифровизация налогового администрирования позволила практически отказаться от традиционных форм проверок и создать условия, когда уклонение от уплаты налогов становится невыгодным. Все транзакции с налоговым риском автоматически попадают в зону внимания налоговых органов через инструменты дистанционного мониторинга и предиктивной аналитики. Вот предиктивная аналитика – это как раз то, что наличие перевода требований, соответствует требованиям действующих законодательств определенных признаков в цифровые маркеры, которые служат для определения той или иной последовательности действий налогового инспектора для применения в данной ситуации, допустим, статьи 77, с четкой градацией налогоплательщиков по зонам риска. Вообще результаты цифровизации налогового администрирования выражаются прежде всего в росте налоговых поступлений. До ситуации с пандемией, вот за период с 2013 по 2019 год, поступления в консолидированный бюджет у нас выросли в номинальном выражении в 2 раза. В реальном выражении это 43%, в то время как валовой внутренний продукт нашего государства вырос на 3%. То есть это конкретно дает нам с полной уверенностью сказать, что применение вот этого проектного наряду с автоматизацией процессного метода полное основание, что это повлекло, соответственно, такие у нас результаты. Одновременно у нас в части взыскания задолженности сокращаются долги по налогам. В всемирной практике применяется для показателя эффективности вот этой результативности взыскания, во всемирной практике применяется показатель
соотношение долга к поступлению. В Российской Федерации, вот как указано на слайде, как я отражаю на слайде, с 2015 года фактически кривая идет вниз. Тоже это результат, соответственно, я считаю, что цифровизация и автоматизация вот этого процесса. У нас по сравнению с 2017 году дисциплина налогоплательщика улучшилась более чем в 2,5 раза. Задолженность перед бюджетом по итогам 2019 года в целом в Российской Федерации сократилась более чем на 6% или на 120 миллиардов рублей. Поэтому применение цифровых маркеров, автоматизация процессных методов дает свой результат. Ну, кратко, что хотел сказать по своей теме, доложил. Уважаемые. Да. Если есть вопросы. Там вопрос есть для Тимиряновича. Тагир Тимирянович, скажите, пожалуйста, возможно ли введение автоматического списания налогов с банковских карт? Автоматического списания? С банковских карт. С банковских карт физического лица? Ну да, скорее всего, вопрос, наверное, так звучит, потому что вот, допустим, налоговая задолженность, вот, ну, Карина Валеева задает вопрос, но я просто прокомментирую. Налоговая задолженность, допустим, у физического лица зарплату получает, ну, по карте, и вот как вы думаете, перспективу? Фактически процесс, это у нас урегулирован процесс взыскания задолженности физических лиц, это у нас имущественные налоги, урегулировано у нас тоже требования законодательства, это статья 48 Налогового кодекса. Здесь сам процесс взыскания начинается в судебном порядке, то есть бесспорный порядок взыскания в отношении задолженности физического лица в настоящее время не внедрен, но используется только судебный порядок. Фактически это при получении, при направлении соответствующего заявления в соответствии с статьей 48 мировые суды, да, получается, до определенной суммы, и получение соответствующего судебного приказа дает основание для ввода данного документа в информационный ресурс, и, соответственно, форматом электронного взаимодействия с банком он будет направлен на исполнение в банк. Если это считать автоматическим списанием, можно так и сказать, что это практически при наличии соответствующего судебного акта так и происходит. Спасибо. Спасибо. Тагир Тимирянович, у нас еще в чате один вопрос поступил вам. На каких критериях преимущественно базируется автоматизированный риск-анализ для выявления схем уклонения от уплаты налогов? Ну, здесь касательно моей темы, допустим, это взыскание задолженности, да? Это у нас статья 199 прим. 2 Уголовного кодекса, где у нас именно вопрос сокрытия. В части уклонения это у нас 199 статья, 198 это у нас, соответственно, довольно-таки значительная концепция. Это предпроверочный анализ, это именно проведение контрольной работы в отношении налогоплательщиков. В части сокрытия, как я уже отметил, это, во-первых, с использованием информационных ресурсов, это в первую очередь основной критерий, это наличие расчетов через третьих лиц при наличии принятых мер принудительного взыскания. То есть фактически, если в отношении налогоплательщика приняты все меры принудительного взыскания, и он не исполняет их, счета у нас заблокированы, налогоплательщик, фактически должник, начинает изыскивать, так скажем, пути обхода этих мер. И в данном случае первый основной критерий – это расчеты через третьих лиц, то есть путем уступки прав требований, путем направления распорядительных писем. Здесь, соответственно, уже инспектор, проводящий проверку на предмет на выявление данного признака, анализирует все расчетные счета, все движения. Это все у нас в наличии есть. Так скажем, критерий – это расчеты через третьих лиц. Основной критерий. Тагир Тимирянович, спасибо большое.
Сейчас мы бы хотели передать слово нашему следующему докладчику. Разрешите уточнить, Тимур Венерович Чинаев. Вы здесь, вы с нами, да? Да. Вы здесь, хорошо. Тогда мы передаем вам слово. Чинаев Тимур Венерович, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента Башкирского государственного аграрного университета. Тимур Венерович выступит с докладом на тему финансово-экономические аспекты устойчивого развития сельских территорий. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотелось бы выступить с докладом, который уже озвучили. И хочу начать с того, что впервые на международном уровне обратились к обсуждению вопроса устойчивости развития на конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию еще в 1972 году. А уже через 20 лет, можно сказать, на саммите в Рио +20 эта тема приобрела глобальный масштаб, что позволило начать распространять концепцию устойчивого развития на экономическую и социальную сферу общества. Этому способствовали ряд факторов, в том числе продовольственный кризис 70-х годов 20 века, который стал основой для внимательного изучения и развития продовольственной безопасности суверенных государств. И вот, как мы уже с вами стали свидетелями 2014 года, обострение международных отношений, где особое место в национальной безопасности Российской Федерации стало отводиться именно самодостаточности и производительности агропромышленного сектора экономики. И хотелось бы упомянуть о том, что ключевые законодательные акты были как раз уже, можно сказать, практически сформированы именно к этому периоду, когда началась вот эта создаваться международная ситуация кризиса. То есть у нас, в принципе, был и функционирует законодательный акт, связанный с устойчивым развитием сельских территорий на период 2014-2017 годы и на период до 2020 года. Ему на смену после 2014 года была принята стратегия устойчивого развития сельских территорий до периода 2030 года, а также государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». И вот, несмотря на то, что у нас создана достаточно серьезная законодательная база, хотелось бы обратить внимание, на слайде вот представлены моменты, то, что эти все законодательные акты были закреплены достаточно серьезным финансированием, то есть от 8 миллиардов до 14 миллиардов. И все эти цифры, которые вот, будут представлены в дальнейших слайдах, они говорят о том, что государство, в принципе, уделяет должное внимание финансированию развития сельских территорий. Ну вот мы и убедимся в этом, насколько это эффективно дальше на следующих слайдах. То есть вот на этом слайде, который сейчас представлен, мы видим инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета. То есть по факту это экономические показатели, которые нам позволяют убедиться в том, что на сегодняшний день, вот обратите внимание, 2014 год, можно сказать, начало кризиса, 2017 мы немножко проседаем, и уже в 2019 году, несмотря на кризисные явления, у нас инвестиции из муниципального бюджета по факту догоняет те цифры, которые были до кризиса. И уже дальше мы смотрим такой момент. Мы с вами обращаем внимание на то, что вот на сегодняшний день законодательство Российской Федерации сформировано следующим образом. Есть 131 ФЗ, это закон об общих принципах организации местного самоуправления, который позволяет нам получать, так скажем, и формировать самостоятельно финансовую основу местного самоуправления. Но по факту у нас получается так, что вот налоговая система ни для кого не секрет, она у нас трехуровневая, и по факту за местным бюджетом только закреплены у нас это налог на землю и налог на имущество физических лиц. А уже самые такие крупнособираемые налоги, которые являются основным источником формирования федерального и региональных бюджетов, они, естественно, закреплены за федеральным и региональным бюджетом. И у нас получается на сегодняшний день складывается ситуация, как мы видим, что практически большую часть исполнения функций муниципалитетом софинансируется из вышестоящих бюджетов. Вот это тоже представлено в форме различных межбюджетных трансфертов. Это дотации, субсидии, субвенции.
И если мы уже рассматриваем на сегодняшний день в структуре межбюджетных трансфертов, то мы видим, что, очевидно, нет никакой принципиальной разницы. Несмотря на то, что, вот как предыдущие докладчики неоднократно упоминали, электронный бюджет и все тому подобное. У нас, если мы вспомним, с 2011 года была принята программа «Государственная интегрированная информационная система», позволяющая внедрить этот электронный бюджет. И по факту у нас должны ускоряться какие-то процессы, более равномерно распределяться межбюджетное софинансирование. Но мы с вами знаем, что большая часть муниципальных бюджетов, они дефицитные. Профицитные бюджеты – это большая редкость для сельских территорий. Все городские округа, которые не относятся к сельским территориям, они являются либо сбалансированными, имеют сбалансированный бюджет, либо они профицитные, за редким естественным исключением. Все зависит от экономической составляющей. И вот получается у нас анализ этих рисунков показывает, что превалируют безвозмездные трансферты в их общей структуре. Тем не менее, большая часть, ну, можно сказать, свыше 53%, имеет целевую направленность. Однако, если рассматривать в аспекте, получается, структуры дотации от общего объема дотации, то на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований приходится более 70%. Это свыше, можно сказать, сумма 200 миллиардов рублей. Это достаточно серьезная сумма. Вот. И, как мы видим на рисунке, который сейчас представлен на презентации, аналогичная картина складывается по итогам 2019 года. То есть объем трансфертов увеличивался по всем направлениям, а масштабных, именно структурных изменений так и не произошло. Даже дотации в общем объеме дотации муниципальным бюджетом на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований составили примерно также около 75%. То есть повышение за аналогичный показатель 2014 года превышает всего лишь каких-то 5%. Но нам надо еще рассмотреть один показатель. Так, в 2013-2014 годах основным получателем трансфертов субсидий являлись бюджеты городских округов. Это около 48%. Вот обратите внимание, я говорил, что они даже профицитные бывают, но при этом мы, если структурный анализ проводим муниципальных образований, к которым относятся городские округа, мы выясняем, что они получают еще больше финансовую помощь, чем, вот, например, на долю муниципальных районов приходится 39%, а бюджет поселений всего 11,5%. И если уже сравниваем с 2019 годом, то городские округа получают 55%, то есть рост отмечаемый, а муниципальные районы 36%. То есть, опять же, если городские округа увеличивают объем софинансирования, то это уменьшается финансирование муниципальных районов и бюджетов поселений. Эти данные также говорят об отсутствии структурных изменений в финансовой составляющей местных бюджетов, к которым относятся бюджеты муниципальных районов и сельских поселений. И вследствие этого можно говорить о том, что распределение собственных доходов по видам муниципальных образований характеризуется тем, что большая часть приходится на городские округа. Это тоже, так скажем, в сегодняшних реалиях, когда в городе сосредоточена большая часть, можно сказать, демографические, то есть лучшие кадры находятся на территории города, образовательные учреждения и, опять же, функционально, то есть у нас социальная инфраструктура более лучше, социальная сфера развивается. Это тоже как показатель, который мы считаем, что отрицательно, говорит об отрицательной динамике в развитии сельских территорий. И в условиях, когда большая часть налоговых поступлений, как я в самом начале доклада говорил, в этих условиях, когда вот у нас большая часть налоговых поступлений все равно уходит по факту в федеральные и региональные бюджеты, и потом на основе каких-либо критериев, вот сейчас это модное такое KPI, то есть KPI главы региона, KPI, получается, главы муниципального образования, возвращаются. Это, на мой взгляд, говорит о том, что мы те же деньги, пока они доходят
до вышестоящих бюджетов, потом возвращается. Мы эти деньги могли более эффективно направлять на финансирование каких-то проектов, которые связаны с обеспечением социальной сферы и, естественно, улучшением социальной инфраструктуры сельских поселений, потому что это немаловажный фактор, опять же, как демографический показатель. Мы все с вами представители образовательных учреждений и видим то, что, как правило, опять же, по факту, с высоким баллом ЕГЭ это дети, которые находятся где в более лучших социальных условиях. Да, есть редкие исключения, где средний балл ЕГЭ там 80, 90, 100, чтобы из сельской местности такого нет. Все, кто ближе к 100 баллам, это, получается, дети, которые заканчивают городские школы. А учитывая, что у них нет перспектив трудоустраиваться в более, так скажем, благоприятных условиях, в отличие от города, естественно, начиная даже вот с этих моментов, мы видим, что необходимо реорганизовывать всю финансовую и экономическую систему, и начинать надо именно с налоговых поступлений, потому что собственные доходы, источники вот этих собственных доходов, когда вот, несмотря на внедрение электронного бюджета, вот эти возможности использования, они все равно по факту 2014-2019 год показывают то, что у нас структурных никаких изменений не происходит. Мы, как это обыденно, наверное, будет звучать, из одного кармана передаем в другой карман, а по пути еще бывает такое, что финансовые средства теряются. И вот на этой ноте хотелось бы закончить свой доклад. Спасибо за внимание. Тимур Венерович, спасибо. Пока вопросы никакие не поступили, может быть, участники непосредственно хотят сейчас задать вопрос выступающим. Есть у кого-нибудь вопросы? Пока Спасибо. Тимур Венерович, спасибо вам. Следующий наш докладчик Галиев Рустам Равилович, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента экономического факультета Башкирского государственного аграрного университета, город Уфа. Доклад Рустам Равилович на тему «Продовольственное самообеспечение России. Аспект полезности и издержек». Рустам Равилович. Да, добрый день, участники конференции. Меня хорошо слышите? Да, мы вас слышим. Хорошо, тогда я перехожу на демонстрацию экрана. Так. Вот мой доклад. Значит, тему объявили. Что хочется сказать по этой теме в рамках данной конференции? Значит, в международной практике исследований выделяют два столпа продовольственной безопасности. Это физическая доступность и экономическая доступность. Ну, они уж состоят из объемов национального производства, недостающие импортируют. Экономическая доступность предполагает благосостояние населения и цены, доступность цен. В российской практике научных исследований продовольственная безопасность рассматривается как стоящий на трех китах. Кроме физической и экономической доступности добавили продовольственную независимость и поставили еще его на первое место. Продовольственная независимость предполагает самообеспечение продовольствием всей страны и импортозамещение. В рамках исследования мы выдвинули гипотезу, а ведь вот это цели самообеспечения и импортозамещения могут конфликтовать с благосостоянием населения. Вот такая была выдвинута гипотеза, и в ходе исследования, вот она, вот гипотеза, возможен конфликт импортозамещения и самообеспечения с благосостоянием нации. Есть теория сравнительных преимуществ. Согласно этой теории, экономическая гармония соблюдается, когда нация специализируется на производстве тех товаров, по которым имеют преимущество. Потом эти товары экспортируют, получают много валютной выручки. На часть валютной выручки ввозят импорт. На часть валютной выручки поступает в карман нации как прибыль.
Допустим, нужно было специализироваться на тех товарах, которыми имеем преимущество, экспортировать их и импортировать часть сельскохозяйственной продукции, не преследуя цель полного самообеспечения. Вот по такому принципу, например, живет и работает Япония. Они специализируются на высокотехнологичных товарах, экспортируют их. Только 30% сельхозпродукции они у себя производят, остальное на валютную выручку покупают. Оставшаяся часть валютной выручки поступает на благосостояние нации. Таким образом, у них благосостояние возрастает, в экономической гармонии живут. А мы преследуем цель 100% производить сельхозпродукции у себя и полностью отказ от импорта сельхозпродукции. К чему это может привести? Значит, есть такая теоретическая модель, где видно, если по оси X отложить уровень самообеспечения, то по мере приближения, вот здесь у нас по оси Y издержки или полезность продовольственной безопасности, по мере приближения самообеспечения к 100% издержки взлетают по геометрической прогрессии, а полезность падает по геометрической прогрессии, падает. То есть полезность дальнейшего увеличения самообеспечения по мере приближения к 100% очень низкая, а издержки очень высокие. Вот, например, Япония сочла необходимым и достаточным производить только 30% сельхозпродукции у себя. А мы в доктрине продовольственной безопасности поставили цель около 80-90%. С высокими издержками мы этого достигаем. Вот что хочется отметить по этой модели. Есть три варианта вообще в литературе научной встречается, что возможные рычаги импортозамещения с полного самообеспечения – это введение таможенных пошлин, импортных квот и субсидирование собственных производителей. Вот на этих рисунках заштрихованные, на этих графиках заштрихованные треугольники – это вот потери общества. Во всех этих трех вариантах, трех сценариях развития мы теряем. Вот, это ни в карман населения не попадает, ни в бюджет не попадает. Это наши потери. Мы забываем про четвертую возможность. Это повышение эффективности, повышение конкурентоспособности собственного сельского хозяйства. Итак, в чем же полезность продовольственной независимости, которую мы преследуем, пытаемся довести до 100%? Выдвигаются три аргумента. Экономическая полезность. Допустим, в случае, если на рынке цены резко, на мировом рынке цены на продовольствие резко возрастут, собственное производство стопроцентное поможет избежать этого. Но этот аргумент не выдерживает критики в том, что в неурожайные годы, когда у нас цены взлетают, если мы запрещаем импорт, у нас ведь цены окажутся выше мировых. И, соответственно, если страна вовлечена в международную торговлю, наоборот, сглаживается колебание цен, сглаживается. В неурожайные годы есть возможность за счет импорта снижать цены, сбивать цены, а в сильно урожайные годы, наоборот, приподнимать цены за счет экспорта. То есть вот этот аргумент первый не выдерживает критики. Второй аргумент – социальная полезность. Выдвигается такие вот, выделяются положительные внешние эффекты от развития собственного сельского хозяйства, так называемые экстерналии. Например, если мы поддерживаем собственное сельское хозяйство, у нас сельские территории развиваются, туристическая привлекательность повышается. Но этот аргумент тоже не выдерживает критики. Например, слишком сильная поддержка сельского хозяйства может выступить толчком того, что будут вноситься много удобрений минеральных, допустим. А это может нанести экологический ущерб. И в чем же тут будет заключаться социальная полезность?
мы поддерживали сельское хозяйство, а получили ущерб, а не пользу. И третий аргумент – это политическая полезность. Выдвигаются разные из уст политиков аргументы, такие как в случае, если все страны перестанут завозить продовольствие в нашу страну, с чем мы будем питаться? Вот такие страхи и тревоги нагоняют некоторые политики из уст средств массовой информации. Но опять же, не выдерживает критики, исторической перспективе, в ретроспективе не было такого примера, чтобы какая-то одна страна смогла добиться эмбарго, вовлечь в эмбарго всех стран, чтобы не ввозили продовольствие в эту страну. Есть выгоды межстрановые и от торговли международной, и ни одна страна не отказывается торговать с другими странами, и если только сама не вовлечена, например, в войну с этой страной. То есть мы, по-моему, еще не собираемся миром, поэтому тоже вызывает сомнение политическая полезность. Так, следующий слайд. Значит, мы уже с 2010 года жили по доктрине продовольственной безопасности 2010 года. В 2020 году новую доктрину утвердили. Вот по имеющимся статистическим данным, цель самообеспечения, во главе угла поставленная цель повышения самообеспечения продовольственной независимости, вроде достигается. По зерну, допустим, мы уже на 160% самообеспечены. Большинство продуктов около 100%, ну, фрукты и ягоды по объективным причинам меньше 40%. Вроде цели достигаются, независимость, продовольственная безопасность вроде повышается. Но это с точки зрения продовольственной независимости. А с точки зрения экономической доступности и физической доступности, если посмотреть на эту проблему, что мы видим? Значит, во-первых, есть несколько вариантов сценариев самообеспечения. Вот, допустим, горизонтальная штриховка – это собственное производство, вертикальная – это импорт. Допустим, у нас в 2010 году, когда доктрину принимали, 50 на 50 было, условно возьмем. В ходе реализации доктрины, допустим, мы достигли снижения импорта и повысили настолько же собственное производство. Вот этот сценарий, вот это положительный сценарий. Положительный сценарий, потому что снижения потребления не было. Но самообеспечение же предполагает это процент собственного производства от объемов потребления. Вот самообеспечение возрастает. Вот это положительный сценарий. Но возможно и негативные сценарии в теоретическом анализе. Допустим, мы импорт снизили, собственное производство не смогли увеличить настолько же, насколько снизили импорт. В итоге объемы потребления снизились. Вот один вариант негативного сценария. То есть население уже не недопотребляет продукты питания в требуемых объемах, медицински рекомендованных нормах. Допустим, или другой вариант, импорт снизили, собственное производство вообще увеличить не смогли. Тоже объемы потребления снижаются. Объем потребления снижается, и, соответственно, нельзя сказать, что экономическая доступность, физическая доступность обеспечивается. А вроде самообеспечение повышаем, независимость повышаем. И самый крайний сценарий, это самый негативный сценарий, просто-напросто ухудшает благосостояние нации. Если ухудшается благосостояние нации, импортные продукты более дорогостоящие, они перестают покупать. Собственное производство не повышаем, они и так их покупают. Вот самообеспечение мы повысили. Самообеспечение повысили. За счет чего? Только за счет ухудшения благосостояния нации. Это вот самый крайний негативный сценарий. Вот, возможно, такие сценарии, если во главе угла поставить только самообеспечение,
как сделано в доктрине продовольственной безопасности 2010 года. Давайте посмотрим следующий слайд. Значит, самообеспечение. Мы разложили показатели самообеспечения по компонентам. Самообеспечение, как я уже сказал, это объемы собственного производства по отношению к объемам потребления. Сколько процентов мы сами производим из того, что потребляем. Вот по зерну 2 метода анализа использовали, трехлетние скользящие средние и трендовые значения. Рассмотрели за анализируемый промежуток с 10 по 18 годы по 2 методам анализа, по зерну, по мясопродуктам и по другим продуктам анализируемым проблем не выявлено. Но выявлена проблема по молоку и рыбопродуктам. Какая проблема? Смотрим. Импорт. Снижаем импорт. Собственное производство возросло ли настолько, насколько снизили импорт? Нет. Собственное производство, наоборот, снизилось. Соответственно, объемы потребления снизились. Вот, обратите внимание, мы реализовали здесь вот этот сценарий. Даже вот этот сценарий. Собственное производство не увеличили. И по обоим методам анализа такая картина. По молоку и молокопродуктам. Импорт снижаем, собственное производство не растет, а самообеспечение растет. За счет чего растет самообеспечение? За счет снижения потребления. Экономическая и физическая доступность молочных продуктов снизилась. Они стали недоступными для населения, они снизили объемы потребления, а вроде бы продовольственную безопасность повысили. Вот такие вот недоразумения возникают, если переплетать к продовольственной безопасности, кроме экономической и физической доступности, продовольственную независимость. Ну и такая же проблема по рыбе и рыбопродуктам. Импорт снизили по обоим методам анализа на 0,9, а производство собственное не смогли увеличить на такой же объем. И здесь тоже не смогли увеличить на такой же объем. Соответственно, на разницу у нас снижение потребления идет. А вроде самообеспечение хорошо растет. Самообеспечение растет, а население рыбу потреблять стало меньше. То есть продовольственная безопасность ли это? Не совсем. Значит, вот рассмотрели индекс потребительских цен, как вот эти выявленные нашими проблемы отразились на ценах. На ценах, то есть на экономической доступности вот этих продуктов, молока, рыбы, населению. Вот зеленая кривая – это непродовольственные товары. Непродовольственные товары, цены росли вот за рассматриваемый промежуток времени вот на таком вот уровне. На рыбопродукты, видим, быстрее росли, и рост ускорился в 2014-2015 годы, когда мы ввели эмбарго. На молочные продукты также росли, но особенно резкий рост начался на молочные жиры с момента введения эмбарго. Вот это масло сливочное, на молочные жиры цены взлетели, когда мы ввели эмбарго. Собственное производство не растет. Вот молоко и молочные продукты не так сильно растет. Я вот понимаю, за счет чего. За счет замены молочных жиров растительными жирами. Сейчас много молочной продукции с заменителем молочного жира. Поэтому вот цены не так возросли. А вообще на молочный жир, на сливочное масло цены взлетели с момента введения эмбарго. Это понятно с экономической теории, когда предложение снижается, собственное производство не растет, импорт мы запретили, предложение снижается, соответственно, цены возрастают при том же объеме спроса. Значит, выдвинутая гипотеза конфликт с целью экономической доступности нами подтверждается. Вот если бы не было этого конфликта, с момента реализации доктрины продовольственной безопасности цены на продовольственные товары не росли бы быстрее, чем на цены на непродовольственные товары. Вот зеленые это непродовольственные товары, соответственно, между ними лежит средняя, все товары и услуги. То есть инфляция была бы ниже у нас, если бы мы не реализовывали такую вот доктрину, не преследовали бы цель продовольственного самообеспечения. Как чувствуют себя малообеспеченные? Среди всех категорий населения выделяется 10%
малообеспеченных и 10% самых хорошо обеспеченных. Вот картина между ними вот такая. Первая группа красным цветом. Цены для них растут на продовольствие быстрее, чем цены на продовольствие для 10-й группы более богатых категорий населения. Более бедные, видимо, специализируются на макаронах, хлебе, крупе, а более богатые, может, семгу, икру едят. Вот цены на икру и на семгу, значит, не так сильно растут, как на вот самые вот эти простые и каждодневные продукты питания, которые позволяют себе малообеспеченные слои населения. Значит, что хочется сказать, резюмируя выступление. Доля населения с доходом ниже уровня прожиточного минимума возросла с 10 до 12% к 2018 году. С 2010 года уж, разумеется, анализируем перед 2010 год. Значит, у самой бедной части населения на долю продуктов питания приходится более 55% расходов. Согласно критериям ФАО, это продовольственная организация ООН, если домохозяйство тратит на продовольствие больше 50%, такое домохозяйство считается бедным и уязвимым и требует внимания, поддержки. Значит, у самой бедной части населения имелось в виду, кроме 10% бедных, есть еще 2% самые бедные, у которых доходы ниже прожиточного минимума. К ним можно отнести, допустим, студентов, безработных, некоторых пенсионеров. Вот у них в расходах, больше половины расходов, это на продукты питания. Есть регионы, Ингушетия, Дагестан и Чечня, Чеченская республика, там доля расходов, доля на продукты питания в расходах населения доходит до 70%. Вот это регионы социальной напряженности, очаги социальной напряженности возникают у нас из-за из-за опережающего роста цен на продукты питания. Выводы. Как и предполагали, повышение самообеспечения повлияло отрицательно на экономическую доступность продовольствия. Цель повышения уровня самообеспечения не приносит никакой пользы, и результатом импортозамещающих мер является неправильное распределение ресурсов с экономической точки зрения. Вместо того, чтобы вливание в поддержку сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводителей осуществлять, мы могли бы эти деньги использовать на развитие цифровых технологий. Мы сейчас планируем перейти в цифровую экономику, а много средств тратим на поддержку аграрного бизнеса. Есть точка зрения, аграрный бизнес – это такой же бизнес, как и любой бизнес. Мы субсидируем иногда и достаточно богатых людей, неизвестных нам, которые зарегистрировали фирмы в офшорах, регистрировали потом эти фирмы, компании, управляющие в Москве, и которые в регионах управляют холдингами. С точки зрения экономической теории, дальнейшее повышение уровня самообеспечения России было бы пустой тратой ресурсов, которые могли бы использоваться более продуктивно в других областях. Например, я бы рекомендовал их использовать на развитие цифровых технологий. Ключевая мысль. Нельзя относиться к продовольственной безопасности только как к сельскохозяйственной проблеме самообеспечения и импортозамещения. Важны усилия всех, от Роспотребнадзора до Министерства финансов, в обеспечении экономической и физической доступности всем слоям населения и регионов качественных продуктов питания. На этом завершаю свое выступление. Спасибо за внимание. Рустам Равилович, спасибо за выступление, за очень интересную содержательную презентацию. У нас вопросов тоже пока не поступило. Если они придут, то мы обязательно огласим. Сейчас хотелось бы слово передать следующему докладчику Лукьяну Милюше Тагировне, кандидату экономических наук, доценту, заместителю декана экономического факультета по научной работе Башкирского государственного аграрного университета,
доценту кафедры экономики и менеджмента экономического университета Российского государственного аграрного университета. Леша Тагировна выступит с докладом на тему «Экономический потенциал стратегических видов сельскохозяйственной продукции региона и расширение рынка сбыта». Уважаемые спикеры, мы бы хотели еще напомнить, что все-таки давайте постараемся в рамках регламента оставаться 10 минут, потому что у нас уже немного времени конференции, мы за пределы уже вышли, поэтому попросим вас максимально в рамках регламента выступать. Спасибо, Милюша Тагировна, вам слово. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые участники конференции. Современная экономика характеризуется двумя тенденциями развития сельскохозяйственных предприятий. Одна из них связана с концентрацией деятельности на узких специализациях. Другая – это расширение сферы деятельности и нахождение новых сегментов рынка. Цель нашего исследования заключается в разработке методических подходов к выбору видов экономической деятельности субъектов агропромышленного комплекса региона для эффективного внешнеэкономического сотрудничества. Нами была предложена методология стратегического прогнозирования, увеличения объема производства продукции для развития внешнеэкономической деятельности на многовариантной основе. Данная методология состоит из 6 этапов, включающие выбор индикаторов прогнозирования, разработка прогнозов увеличения объемов производства для расширения рынков сбыта продукции сельского хозяйства, участие и анализ результатов форсайт-сессии и оценка барьеров на аграрном рынке, экономической эффективности и рисков. Для увеличения экспорта необходим выбор и обоснование стратегических видов продукции, производимой на всех субрегионах Республики Башкортостан, которым присущи особенности ведения сельскохозяйственного производства с высоким потенциалом расширения рынка сбыта. Нами сформирован научный задел по заявленной проблематике исследования, где были предложены рекомендации по территориальному развитию республики, включающих в себя комплекс мероприятий в рамках долгосрочной политики на субрегиональном и республиканском уровне. Следующий слайд. Из таблицы видно, что на основе использования методов стратегического моделирования по экстенсивно-интенсивному сценарию развития агропромышленного комплекса определены перспективные объемы производства основных видов продукции сельского хозяйства, прогнозное увеличение которых составило в 2030 году по сравнению с 2020 годом по зерновым культурам более 47%, по сахарной свекле 13%, по масличным культурам 20% и по молоку 16%. Следующий слайд. В ходе исследования рассмотрены опорные позиции формирования стратегии развития производства продукции сельского хозяйства с акцентом на точке экономического роста. Аналитическим путем нами были выявлены региональные полюса развития производства отдельных видов продукции по субрегиону республики. Как свидетельствуют данные таблицы, состав приоритетных видов производства продукции сельского хозяйства ориентирован, как правило, на уже существующие отрасли, которые реализуются на территориях субрегионов традиционно, исходя из сформированной в прежних экономических условиях системы производства. Центральный субрегион является точкой роста по производству сахарной свеклы, картофеля, овощей, мяса скота и птицы. Южный по производству зерна, подсолнечника и молока. Уральский по производству шерсти. Северо-западные и западные субрегионы не имеют лидирующей позиции по производству отдельных видов продукции. Однако их потенциал предопределяет возможности генерации новых точек роста за счет рационального использования земельных, сырьевых, водных и других ресурсов. Выбор стратегических видов экспортной продукции региона невозможен без оценки барьеров входа на рынок, препятствующие агроформированию организовать эффективное экспортное производство. Оценка барьеров входа на внешние агропродовольственные рынки должна проводиться комплексно. Следующий слайд. В таблице предложены
Предложена авторская оценка барьеров на аграрном рынке в виде классификации, в которой отдельно сформированы барьеры в разрезе 5 базовых групп: правовые, административные, организационные, экономические и социальные. Группы факторов были сформированы по природе возникновения барьеров с учетом порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке. Аналогичным образом определены виды барьеров. Барьеры рассматриваются с позиции влияния внешней и внутренней среды для оценки их уровня значимости. Из данных таблицы видно, что существуют значимые отличия в уровнях преодолимости барьеров по разным классификационным группам. Труднопреодолимые внешние барьеры присущи в основном для крупных и средних предприятий, а также для самостоятельных предприятий малых форм хозяйства. В основном это экономические и административные барьеры. Следовательно, государственным органам управления при разработке региональных программ по развитию экспорта необходимо учитывать этот факт и оказывать им информационную и финансовую помощь при выборе внешних рынков сбыта. В целом, по каждой классификационной группе хозяйств имеется своя группа наиболее труднопреодолимых барьеров, полное или частичное устранение которых приведет к росту использования экспортного потенциала именно данной группы предприятий. Следующий слайд. Основные вложения последних лет в экономику региона были обусловлены как привлекательными условиями, созданными региональными властями для осуществления инвестиционных проектов, так и рядом благоприятных трендов в развитии внешнеэкономических факторов. Приграничные районы значительно преобладают в вопросах, касающихся развития торговых связей. Их особенностью является то, что они отдалены от центральных рынков республики и, в свою очередь, близки к рынкам соседних регионов, что придает им дополнительные возможности для успешного развития торговли. Данный факт наглядно представлен на рисунке, где крупнейшие экспортоориентированные инвестиционные проекты республики реализуются в приграничных Абзелиловский, Учелинский и Иришевский районах, а также в районах рядом с крупными логистическими центрами Тишминский, Дорликановский и Белебеевский. Следующий слайд. Высокие темпы производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции и реализации экспортоориентированных инвестиционных проектов позволяет осуществить расширение экспорта. Нами был спрогнозирован объем экспорта продукции агропромышленного комплекса. При реализации потенциала аграрного сектора республики можно выйти на достижение объема экспорта продукции в размере 108 миллиардов долларов США, то есть увеличить на 68% к 2024 году. Следующий слайд. Существуют определенные риски для расширения экспорта продукции республиканского АПК. С помощью постоянной оценки нами были определены наиболее значимые риски при формировании политики экспорта продукции агропромышленного комплекса. Из таблицы видно, что расчетный показатель возникновения приведенных рисков составляет примерно 28%. Следующий слайд. В следующей таблице представлен выбор способов реагирования в случае наступления рисков и их предупреждения. Проанализировав данные таблицы, видно, что 2 из 5 существенных рисков – это риск недостижения договоренности по двухстороннему сотрудничеству экспорта сельскохозяйственной продукции и риск недостижения целевых показателей объема экспорта предупреждается непосредственно самими агроформированиями, а остальные требуют реагирования в случае наступления риска со стороны государства. Исходя из чего можно сделать вывод о существенной роли органов государственной власти при формировании экспортной политики. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Спасибо, Милюша Тагировна. Так, у нас тоже пока вопросы мы не видим в чате. В связи с чем, наверное, мы все-таки перейдем к следующему нашему докладчику.
кандидат экономических наук, доценту кафедры экономики и менеджмента экономического факультета Башкирского государственного аграрного университета Тукаевой Флюзе Анваровне, которая выступит с докладом о состоянии пути развития овцеводческого кластера Республики Башкортостан. Добрый день, уважаемые коллеги. Данная тема интересна по ряду причин. Во-первых, овцеводство традиционная для нашего региона отрасль, которая, к сожалению, в период перехода к рынку серьезно сократилась. Во-вторых, предпринимаемые в настоящее время шаги по восстановлению отрасли основаны на кластерном подходе. Как видно из данных таблицы, в нашей республике в 2015 год поголовье овец снижалось, при этом наибольшее сокращение наблюдалось в хозяйствах населения, хотя традиционно именно здесь сосредотачивалась основная часть поголовья, но и здесь как раз наблюдается основное сокращение. Популярным овцеводство становится у фермеров. У них рост поголовья составил 39 500 голов. Следующий слайд, пожалуйста. Овцеводство наряду с производством мяса является основным поставщиком шерсти, сырье для производства одежды, текстиля домашнего, одежды, обуви из войлока. И вот как мы наблюдаем, производство шерсти в нашей республике также сокращается, и эта тенденция наблюдается в целом по стране. И таким образом можем сказать, что для развития овцеводства есть объективные причины, в том числе вот увеличение производства шерсти. Теперь по кластерам. Овцеводческий кластер в нашей республике является единственным. Он формируется на базе ООО «Маяк» Зианчуринского района. Почему же именно здесь? Вот в таблице у нас представлены районы с наибольшим поголовьем овец. И здесь представлены 4 района именно зауральской зоны республики. Зианчуринский, он как раз на первом месте с наибольшим поголовьем, Баймакский, Авдивиловский и Хайбулинский. И, соответственно, создание кластера именно Зауралье, именно в Зианчуринском районе вполне объяснимо. В районе имеются необходимые условия для развития кластера, а ООО «Маяк» является племенным репродуктологом волгоградской породы овец. Это овцы тонкорунные, мясо-шерстного направления, хорошо зарекомендовали себя в нашем регионе. И вот здесь как раз открылся племенной репродуктолог. Функционирование кластера осуществляется на основе агрофранчайзинга, то есть ООО «Маяк» охватывает личные подсобные хозяйства, фермерские хозяйства, и тем самым идет развитие кластера. Финансирование осуществляется в рамках государственного инвестиционного проекта развития овцеводства в Зауралье. Объем финансирования 400 миллионов рублей. И, соответственно, конечно, нас заинтересовал вопрос, насколько развитие кластера соответствует запланированным, все ли у них получается и как улучшить некоторые моменты развития данного направления. Поэтому рассмотрим основные показатели деятельности ООО «Маяк» в сфере овцеводства. Вот следующая таблица, она показывает поголовье, динамику поголовья овец в нашем анализируемом хозяйстве. Мы видим, что поголовье увеличивается за последние 3 года, но наблюдается сокращение ярочек старше года. С чем это связано? Связано с тем, что этих ярочек переводили на откорм, и это не есть хорошо, поскольку не позволяет достаточно динамично обновлять стадо, то есть воспроизводить стадо, а в планах стоит увеличение поголовья до 60 тысяч голов. То есть такая тенденция, к сожалению, не будет позитивным моментом для дальнейшего развития. Но несмотря на такие моменты, за 3 года поголовье, производство прироста живой массы увеличилось на 15%, а производство шерсти на 37%. Более глубокий анализ показал, что
Увеличение прироста живой массы было связано не с воспроизводством, а именно с тем, что большая часть поголовья ушла на откорм. И по производству шерсти здесь благоприятный момент. Здесь увеличился средний настриг на одну голову, то есть увеличилась продуктивность, что позволило увеличить производство шерсти. Далее представлены показатели эффективности производства продукции овцеводства, разбито на две части таблицы. Это привес живой массы, эффективность, и эффективность производства шерсти. Как мы видим, в анализируемый период есть и прибыль, есть и рентабельность, но показатели снижаются. И особенно резкое снижение рентабельности затрат мы видим по шерсти. То есть если в 2017 году рентабельность составляла 60,8%, то в 2019 уже всего лишь 4,1%. В чем же проблема? В чем проблема, почему снижается эффективность производства и реализации продукции овцеводства? На наш взгляд, здесь основная проблема – это недостаточная проработанность системы сбыта, во-первых. Во-вторых, необходимо обеспечить переработку продукции. И у руководства предприятия такое же мнение было высказано, и особенно касательно шерсти. В настоящее время шерсть поставляется и в регионы России, и есть партнеры из-за рубежа. Китай интересуется, вот в последнее время большой интерес со стороны Индии, но проблема в том, что нет переработки шерсти. Поэтому было предложено данному предприятию организовать переработку шерсти, начать хотя бы с небольшого цеха по мойке и первичной переработке, очистки с большим спросом. И самое главное, она стоит гораздо дороже, то есть порядка, как минимум в 3 раза дороже, чем немытая шерсть. И, соответственно, увеличивая объемы сбыта, увеличивая цену, можно повысить показатели эффективности. И вот в следующей таблице небольшие расчеты, что могло бы быть, если бы предприятие использовало первичную переработку шерсти. Как мы видим, рентабельность могла составить 25%. Таким образом, можно сделать вывод, что овцеводческий кластер в нашей республике в настоящее время развивается недостаточно динамично, и основная причина – это низкая эффективность, экономическая эффективность производства овцеводческой продукции. Она обусловлена недостатками воспроизводства поголовья и сбытия продукции. И для дальнейшего развития кластера, конечно, мы считаем необходимым совершенствование системы учета поголовья, контроля поголовья, состояния животных, производства и реализации продукции, тем более, что здесь применяется агрофранчайзинг, то есть часть поголовья зимой передается на откорм крестьянско-фермерским хозяйствам, хозяйствам населения, и, соответственно, обратно весной часть поголовья, 80% возвращается, 20% остается, 20% у фермеров и населения. То есть здесь необходим очень четкий учет, и также необходимо совершенствование системы планирования, прогнозирования как самих процессов экономических, так и результатов деятельности. И с нашей точки зрения это возможно при применении цифровых технологий. Такие технологии в сельском хозяйстве, естественно, есть, но они пока применяются недостаточно широко. Здесь есть и некоторое непонимание со стороны сельхозпроизводителей и фермеров, и кто-то считает, что это дороговато. Но вот поэтому в дальнейшем мы с нашими коллегами и с экономистами, и с ветеринарами, другими, со специалистами других направлений, вот видим нашу работу, следующий этап исследований в вопросах цифровизации, развития овцеводческого кластера нашей республики. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Роза Анваровна, все, да? Благодарю. Спасибо большое, потому что у нас тоже пока вопросов нет. Хорошо, но сейчас, наверное, мы... Так,
Извините, пожалуйста, у меня камера отключилась. Спасибо большое еще раз, Люзан Варовна. Ну и сейчас, наверное, мы переходим к заключительному выступлению, которое было заявлено непосредственно в качестве доклада на пленарном заседании, но это у нас будет видеозапись выступления начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России номер 33 по Республике Башкортостан, город Уфа, Саксунова Рамиля Алиевича. Тема его доклада – цифровизация налогового контроля на законодательном уровне. Попросим технических модераторов включить нам эту видеозапись возможности. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники научно-практической конференции. Представляю вашему вниманию доклад на тему «Цифровизация налогового контроля на законодательном уровне». В современных условиях развития экономики приоритетной задачей налоговых органов является обеспечение бюджетных доходов государства. Вследствие выполнения всех задач, поставленных правительством, это укрепление обороноспособности и безопасности государства, решение экономических и социальных вопросов. Эффективным подходом для решения данной задачи является повышение качества контрольной работы Федеральной налоговой службы, в связи с чем на сегодняшний день актуально постоянное совершенствование налогового администрирования путем внедрения новейших информационных технологий. Важность применения цифровых технологий в налоговой системе понимают во всех развитых странах. В настоящее время в мировой экономике сформировался новый тренд экономического развития, основанный на использовании цифровых технологий. Следуя общемировому тренду, Федеральная налоговая служба на постоянной основе расширяет возможности доступа к новым потокам цифровых данных, направленные в том числе на борьбу с уклонением от налогообложения. В России переход к новому формату экономического развития обозначился в конце 2016 года, а в 2017 году указом президента была утверждена стратегия развития информационного общества Российской Федерации на 2017-2030 годы, в которой цифровая экономика определяется как хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов, анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. Электронный документооборот постепенно становится широко распространенной практикой в России. Одним из первых законодательных изменений, коснувшихся электронного документооборота, стало внесение в 2010 году в Налоговый кодекс Российской Федерации поправок, позволяющих и в некоторых случаях обязывающих налогоплательщика и налоговый орган обмениваться документами по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика. Параллельно вступает в законную силу федеральный закон об электронной подписи. В дальнейшем одним из важных технологических решений, на основе которых строится система налогового администрирования в России, стала автоматизированная система контроля за возмещением налога на добавленную стоимость, известная как АСК НДС-2. Данная система является аналитическим инструментом, ориентированным на вероятность совершения налогоплательщиком налогового правонарушения. Она позволяет сформировать экспертное мнение о налогоплательщике на основании набора параметров и оценить все транзакционные налоговые риски и его деятельности. Так, согласно данным официального сайта Федеральной налоговой службы, доля сомнительных операций по налогу на добавленную стоимость с 8% в 2016 году уменьшилась до 0,6% в 2019, а количество обществ с признаками эффективности с 1 600 000 до 120 000. На базе АСК НДС-2 совместно с Федеральной таможенной службой разработан проект документальной прослеживаемости импортных товаров. Он позволит освободить рынок от недобросовестных участников и пресечь снижение таможенной стоимости товаров, а также уменьшить количество проверок и административную нагрузку на добросовестных участников внешнеэкономической деятельности. Следствием внедрения программного комплекса АСК НДС-2 стало снижение административной нагрузки на бизнес. Так, с 2018 года в соответствии со статьей 88 Налогового кодекса Российской Федерации срок камеральной налоговой проверки по налогу на добавленную стоимость составил не 3 месяца, а 2. Упростились требования к заявительному порядку его возмещения, а также развиваются процедуры без документарного подтверждения нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость. В последние годы
налоговая служба изменила подход к организации контрольной работы. Акцент теперь делается на комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика и, как следствие, отказ от тотального контроля и переход к контролю, основанному на критериях риска. В налоговом законодательстве внедряется институт налогового мониторинга как одна из форм налогового контроля, который позволил развивать диалог с налогоплательщиками. На сегодняшний день в налоговом мониторинге участвует свыше 80 компаний в Российской Федерации. Целью цифровизации налогового контроля стало также облегчение задач по обслуживанию налогоплательщиков и развитию взаимодействия с малым бизнесом, в результате которого в 2016 году Федеральный закон от 22 мая 2003 года 54 ФЗ о применении контрольно-кассовой техники, регулирующий порядок применения ККТ, были внесены существенные изменения путем внедрения онлайн-касс. По новому правилу юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны применять модели контрольно-кассовой техники с фискальными накопителями данных, которые позволяют передавать через операторов фискальных данных налогового органа в онлайн-режиме сведения о проведенных операциях с наличными средствами или с использованием банковских карт. Данное нововведение позволило создать равные условия для бизнес-сообщества, упразднить ведение кассовой отчетности и уменьшить количество проверок. Согласно официальных данных сайта ФНС России, всего с 2016 года в России 1,5 миллиона налогоплательщиков зарегистрировали свыше 3,5 миллионов касс. Развитие цифровой экономики дало дополнительные возможности для легализации категории самозанятых налогоплательщиков. С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон от 27 ноября 2018 года номер 422 ФЗ о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Путем мобильного приложения «Мой налог» физические лица могут выполнять постановку и снятие с налогового учета, формировать чеки с покупателями, передавать сведения налоговому органу о полученных доходах от реализации товаров, получать требования при неисполнении в установленный срок обязанностей по уплате налогов и другие. При регистрации в приложении «Мой налог» нужен только паспорт для сканирования и проверки и фотография, которая выполняется прямо на камеру телефона. Эксперимент по введению налогового режима для самозанятых, запущенный в 2019 году, дает возможность налогоплательщикам легализовать свои доходы и получить соответствующие преференции, такие как медицинское страхование, возможность получить кредит в банке, ну и так далее. Так, в 2020 году в эксперименте приняли участие 79 российских регионов. На сегодняшний день зарегистрировано более 1 миллиона самозанятых. У 82% из них ранее вообще не было официальных доходов. В итоге в бюджет получил свыше 3,5 миллиардов рублей. Для эффективной контрольно-аналитической работы в налоговой системе необходим цифровой контроль денежных и товарных потоков. В рамках дальнейшего развития системы администрирования планируется направление усилий на загрузку данных о товарах в информационные системы Федеральной налоговой службы, в том числе путем интеграции с имеющимися системами учета, маркировки и прослеживания товаров. Система маркировки и прослеживания товаров – это специальный вид информационных систем, предназначенных для контроля прохождения товаров от производителей или импортеров через торговые сети потребителей. Наиболее используемыми в контрольно-аналитической работе части системы маркировки и прослеживания товаров являются такие системы, как ЕГАИС, алкоголь, автоматизированная система, которая предназначена для государственного контроля над объектами производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Использование данной системы в контрольной работе с целью сбора доказательной базы позволяет отследить цепь товарного потока от производителя до оптовика и розничного продавца. ЕГАИС – древесина. Государственная информационная система, в которой прописываются сделки хозяйствующих субъектов с древесиной и установлен законом перечнем изделий из нее. Система также позволяет отслеживать товарные потоки при проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика. В 2020 году ФНС России работает над масштабным проектом создания национальной системы прослеживаемости товаров. Создание информационной системы государства, члена Евразийского экономического союза, предусмотрено соглашением о механизме прослеживаемости товаров
ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, заключенного в Нур-Султане 29 мая 2019 года, и планом мероприятий, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации 19 июня 2018 года за номером 1049. Соглашение же направлено на создание условий, исключающих использование схем уклонения от уплат таможенных и налоговых платежей, на подтверждение законности оборота товаров при их перемещении из одного государства, члена ЕАЭС, в другое, а также на обеспечение контроля операций, связанных с оборотом товаров. Проект федерального закона о внесении изменений в части 1 и 2 Налогового кодекса Российской Федерации о создании национальной системы прослеживания товаров в настоящее время находится в стадии общественного обсуждения, согласования и доработки. Он предусматривает включение в часть 1 Налогового кодекса Российской Федерации нового раздела 5.3 «Прослеживаемость товаров». Закономерным итогом повышения цифровой модернизации является именно превращение налоговых органов и бизнеса в адаптивную цифровую платформу. В этой модели все операции в экономике будут находить свое отражение в виртуальной сети фискально-прозрачных налогоплательщиков. В атмосфере доверия они будут готовы делиться своими персональными данными в обмен на полную прозрачность в отношении своей налоговой позиции и гарантии защиты этой информации от утечки. Это позволит минимизировать административное бремя для добросовестных налогоплательщиков, и выполнение налоговых обязательств будет происходить практически без их участия. А контрольно-надзорная деятельность будет сосредоточена только на потенциальных нарушителях или тех, кто находится за периметрами платформы. Таким образом, внедряя цифровые технологии в деятельность налоговой службы, строится экономика знания и доверия. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые участники научно-практической конференции. Представляю вашему вниманию. Это было завершающее выступление, завершающая видеозапись доклада Рамиля Алиевича. Ну и в целом, наверное, мы будем завершать нашу конференцию. Действительно, очень продуктивно поработали. Уважаемые наши спикеры, есть ли у кого-нибудь желание высказаться с завершающими словами? Прошу сигнализировать о таком желании, если оно есть. Так. Нет, но в таком случае... Государственный аграрный университет, мы хотим сказать слова признательности нашей второй половине организатора. Нам очень понравилось участвовать в данном мероприятии. Мы надеемся, что этот опыт мы дальше будем тоже использовать. Несмотря на то, что мы в такое тяжелое, как говорится, время, в период пандемии работаем и имеем возможность так общаться онлайн, это просто здорово. Вот огромное вам спасибо за организацию с вашей стороны. Будем надеяться на дальнейшее сотрудничество. Спасибо всем спикерам за доклады. Доклады практика вызвали особый интерес. Большое всем спасибо. Благодарим Башкирский государственный аграрный университет за такие теплые слова. Сейчас мне бы хотелось представить слово Рутюнян Марине Самвеловне, также для завершающего слова. Марина Самвеловна. Уважаемые коллеги, дорогие участники конференции, вот и подошла наша совместная работа в рамках этой конференции к своему завершению. Достаточно длительный период времени Организационный комитет предпринимал усилия по привлечению вас к участию. Отметим, что мы получили большое количество откликов, более 50 участников конференции заявлены на участие, прислали нам свои работы, труды, в том числе из стран зарубежных, ближнего и дальнего зарубежья. В этой связи Организационный комитет и кафедра финансового и экологического права Института права Башкирского государственного университета благодарит всех участников за плодотворную и продуктивную работу. В ходе выступлений в рамках развернувшейся дискуссии с нами были обсуждены достаточно острые, актуальные проблемы правового регулирования, формирования исполнения бюджетов, обеспечения финансовой устойчивости, осуществления контрольной деятельности в разных сферах финансовой деятельности, эффективного управления
маркетинга и менеджмента, проблемы агробизнеса и сельских территорий, другие очень важные, актуальные, интересные вопросы. Мы надеемся, что сформулированные участниками конференции выводы, обобщения, предложения будут способствовать не только дальнейшему развитию и обогащению науки, но и послужат основанием для совершенствования законодательства. Всем желаем творческих успехов, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Организационный комитет уверяет всех, что в ближайшее время все участники получат сертификаты участия и сборники материалов конференции в электронном виде на электронную почту. Для обратной связи у вас есть наша почта. До скорых новых встреч. Всем спасибо. Благодарим, Марина Самвеловна. Ну и завершающее слово Саттарова Мария Альвановне передаем. Уважаемые участники конференции, искренне благодарю вас за участие, за плодотворную работу, за интересные доклады, продуманный материал. Большое вам спасибо, успехов вам, крепкого здоровья, несмотря ни на что, вот, пандемию и так далее. Вот. Творческих успехов. Разрешите поблагодарить наших партнеров, Федеральную службу, налоговую службу Республики Башкортостан и наших соорганизаторов Башкирский государственный аграрный университет. Спасибо вам большое. Всем благ. Благодарим всех участников, спикеров. Всего доброго.